Всем привет! Начинаем очередной стрим по заточке босс-шмота. Я, как обычно, не совсем успел подготовиться, поэтому будем экспериментировать на ходу. Я сегодня не один. Компанию мне составляет сегодня Сергей. Всем привет! Вот. Так, давай, наверное, с чего начнем тогда, чтобы особо не затягивать. Так, сейчас секунду, что-то я не могу твой стрим найти. Да, я пока, перейду на твина, на котором все шмотки лежат, переложу на склад. Как я уже сказал, не успел подготовиться сразу. Пришел и запустил стрим, можно сказать. Ну ничего, сейчас попробуем сориентироваться. Так, все, нашел, зашел. Угу. Там, наверное, на видосе будет отставание небольшое, хотя в настройках я вроде смотрел, чтобы минимальная была разница. Ну, на ютубе всегда задержка небольшая есть. Угу. Вот, по традиции также зачитаю изменения, которые не вошли в патчну. Вот, может быть, какие-то мини-новости с Кореи. Пообщаемся с зрителями, может быть, поотвечаем на какие-то вопросы. Посмотрим, как пойдет. Так, мне удалось всего скопить 85 печенек. Это мы их оставим на заточку Каранды, потому что я ее еще до сих пор не точил. Так, я выкладываю тогда Маскан 15, древень 15. Так, давай тогда сейчас пройдет задержка и посмотришь то, что у меня есть в запасе. И Давай. скажешь, что выложить. Так. Так, Бхега вижу. Что у тебя там еще? Гес есть. Давай я по порядку пойду. Вот смотри, Кутума не успел восстановить. Уже вопросы пошли в чате. Таски спрашивает, со скольки на 19 тыкать босс шмот. На 19, мне кажется, там под 50, наверное, накопить, наверное, надо. Даже больше, там где-то 65 плюс идет. Да, всем по-разному везет, потому что, например, та же Кзарк, она, ну, естественно, Каранда еще больше упирается в заточки, поэтому однозначные цифры по заточке под шмота нет, хоть на 17, хоть на 18, хоть на 19. Ладно, показываю. Кутум 20, Нубер 20, это я не восстановил. Пингочи можно посмотреть на аукционе, может удастся восстановить. Ну, вот, в принципе, тут нормально прочности на них. Это не то, это. Вот эту вот хренотень могу еще восстановить, потому что у меня есть печати для обмена к Росвелю, можно смотаться. Пхек на 2 тычка. Маскан нулевой. В принципе, его тоже выложим. На нем можно будет немножко набить. Талисы вот 5 штук 15, 6 штук 15. Это как раз когда мы пойдем, наверное, на 17-18. Они нам пригодятся. Ну и вот 16, 17. Тоже это все пригодится. 2 тычка для Гиаса. Эти я не... нет, вот смотри, восстанавливаем 15 меч, тоже можно выложить. Удочку можно ломать, использовать для набивания фейлов. Вот такой расклад. Так, ну удочку пока, наверное, не надо. Плюс 6. Ее Это можно уже так. использовать для начальных каких-нибудь. Это, наверное, как вот эти вот штучки. Креи. Ну, плюс 6, она достаточно тяжело должна точиться уже. Не, я сколько раз пробовал, она там легко на 7 заходит. Ну, попробуем, конечно. Что нам терять. Так, если что, у меня есть 250 печатей и небольшой запас точек. 88 на оружие, на броню точнее, 122 на оружие. Это 16, 406 на броню, 196 на оружие, 15. Угу. Так, а что у тебя по фейлам набитым? Тут особо ничего нету. Смотри. Открываем. Вот на основе набито 34. Это можно, в принципе, использовать для, например, 17 или чего-нибудь тыка 18. Угу. Это уже ближе к 18. Да, 19 есть на одном. Это, в принципе, на 16 можно использовать какой-нибудь тык. Ну, вообще добить надо будет, наверное, сначала.
И, наверное, все. 4, можно сказать, не считается. Ну, здесь 4, здесь 4, здесь 5. Мгм. Да, 19 это или на 16, либо до 25 набить и 14-15 точить. Угу. Таски пишет, что Каранду на 18 с 55 не заходит. Ну, не повезло, что скажешь. Да, это рандом. Угу. Так, ну, в принципе, на этом персе, да, можно начинать, наверное, тыкать. Острик, тут еще шлем. А, да, слава. Так, что у тебя самое первоочередное? Давай, наверное, Каранду начнем. Да, Все, давай. наверное, этого ждут, как бы. Ради этого, наверное, все пришли. Пока не так уж много зрителей. Да, давай снимем. А я даже побольше, наверное, точек положу. Тех, других. И поехали. Так, пока тыкают до 7, тогда зачитаю изменения. Ты, кстати, какие-нибудь изменения заметил, которые в патчноут не вышли? Мне вроде ничего такого не попадалось. Единственное, я заметил баг один с этим в клане, где отображается баланс клана, кланового хранилища. Вот он появляется Да, нормальная давай сумма, через посмотрим. несколько секунд там где-то миллион, ну, налазит какое-то левое число у него. Фонд ты имеешь в виду? Ну, банк, да, клана. А, ну вот я открыл, вроде нормально все, нет? Или ты другое что-то имеешь в виду? Там, где депозит взять деньги, фонд клана. Вот у меня с А, фонда вот, да, проходит. слушай, да, ага. Да, 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 да. Появилась какая-то хрень. Хм. И на закладке члены гильдии. Там то же самое. Ну, понятно, какой-то глюк. Ладно, так. А у меня, короче, из патчноута, это на самом деле не в этом патчноуте было, а гораздо раньше, я даже не знаю в каком. В общем, смысл в том, что введен этот остров для арены, который проводится на Корее. Турнир уже проводился ПВП. О, восстановить мечи надо. Ну, как раз сбегаю, восстановлю. И пока расскажу еще что-нибудь. Так, там, по-моему, свободные слоты должны быть. В общем, короче говоря, если порыться в Ютубе, можно найти видосы с ПВП турнира. То есть корейцы пытаются сделать это не то чтобы киберспортом, но ввести некую такую развлекательную составляющую в игре. То есть они ранее анонсировали эти оружия. Ты видел, да, видос с этим оружием пробужденным? Да-да, видел. Который анимацию имеет. Вот, и игроков, короче, стимулирует. Так, что я там покупать-то надо? Игроков стимулирует Катана Крии заниматься вот этим делом. Катана Крию. Ну, честно говоря, я там посмотрел. Первый там, не знаю, минуту, 2-3 и промотал дальше по этим, просто по кадрам, по сути. Они, конечно, из этого попытались сделать шоу, потому что там и дикторы такие есть, знаешь, как в лучших традициях какой-нибудь доты, там, когда там комментируют, так, даже девушка там комментатор, такая кореянка. Мгм. Попытались, конечно, из этого сделать шоу, но, честно говоря, у них ничего не вышло. Ну, на мой взгляд. Поэтому, с другой стороны, это первый, как бы, заход. Может быть, потом... Так, а что я... Ну да, поживем увидим. Так, теперь нужно как меч клеить. Вот, и не знаю, может быть, кому-то это зайдет действительно. Будем надеяться Ну на да. лучшее. С другой стороны, игра развивается достаточно многогранно. То есть они того же босса, всего 3 меча, 4.
Вот сейчас они же ввели в патче в этом прокачку охоты. И это же не просто так сделано. То есть в анонсе, где показывали морского босса, там в правом нижнем углу проскакивает игрок с ружьем. То есть, возможно, как-то можно будет наносить ему какой-то минимальный урон с ружья. Не знаю. Ну, то есть, да-да. Ну да, пока охота была таким, ну, менее популярной, скажем так, профессией. Если они ее подтянут, то, возможно, из этого выйдет что-то довольно интересное. Да, да. Что-то тут я в этом в чате отвлекся. Волфик Супер, привет. А со скольки файлов точить серьгу на 16? Серьгу ведьмы. Ведьме написал. На 16. На 16, мне кажется, проблем вообще никаких нет точить шмотки. Просто тыкаешь и все. Там она же ниже 15 не опустится. Или я что-то путаю? А серьгу ведьмы на 16? Вообще это, по-моему, Vision. Ну да. Украшение ведьмы. Серьгу начиная с 20. Может быть, это количество файлов имеет. Ты же видишь чат тоже, да? Да, вижу. Может, он имел в виду все-таки на +1, по аналогии со шмотом, буквочкой I, точнее римской цифрой 1. Там Может показывает. быть, может быть. Да, есть такая вероятность. Так, что, сколько? 5-7 файлов для Каранды-то начинать? Вообще, оптимально где-то фейлов 13 на +8. Да? Да. Охренеть. Я обычно так делаю. Так, вот, кстати, тут появилось это смелое и осторожное усиление нам. Рекомендуется для начинающих игроков максимально упорно успешное усиление. Шанс успеха увеличен, но при неудаче... Нам, мне кажется, смелое увеличение нужно, да? Конечно, чтобы с меньшим шансом. Нам Да. же фейлы нужны. Угу. Так, еще раз. Сколько ты говоришь нужно файлов? По-хорошему 13 фейлов. Ну вот 2 тыка тогда делаем. Раз. Готово. Так, зашла. Ну это было легко, а другого как бы можно было и не ожидать. Ну, дальше тогда я пока набиваю на 9 сколько? Так, на 9-14 уже. По сути, здесь по одному файлу добавлять каждый уровень заточки. Окей. Тыкаем, тыкаем. Есть. Смотри-ка. Тесла, добрый день. О, это наш постоянный зритель Тесла. Привет, привет. Привет. Так, сейчас побежим восстанавливать. Жалко, блин, мечи не... Все, побежали. Так, ну я пока восстанавливаю, покупаю, восстанавливаюсь. Мы вот таких ходок за сегодня сделаем, наверное, я даже не знаю сколько. Вот поэтому я читаю на репласе точиться. Вот, кстати, о репласе. Почему я не точусь на репласе? Такие вопросы по-любому были бы в комментариях, если сейчас на них не ответить. На репласе я вот, кстати, перед стримом уже говорил, то, что мне, во-первых, лень туда ехать. Да, можно как бы грузоперевозка отправить 100 штук, можно в себя сотню загрузить. Но потом, когда ты их заточишь, во-первых, чтобы сбить точку, тебе нужен перс с отрицательной кармой. А как некоторые помнят, наверное, я иногда бегаю к ночному и использую всех своих твинков. Поэтому мне перс с отрицательной кармой как-то вот, короче, вообще никуда не уперся. А каждый раз его опускать и потом поднимать по карме, это как-то вообще не айс. Ну, я в данном случае просто извлекаю камни.
И все. И затачиваюсь заново. А, то есть ломаешь, да, получается? Да. Но сейчас, кстати, в патче там изменили количество камней, которые достается. Возможно, это будет уже и невыгодно. Да, там что-то, кстати, я уже читал в комментариях, народ как-то не очень это дело воспринял. Тесла пишет, сдал в эти выходные свои паки. Мой ПК также бегает к ночному. А, слушай, это про огородный, да, он в прошлый раз писал? 7000 чего-то там, клубники или чего там было? Я уже не помню, если честно. Тесла, освежи нашу память, пожалуйста. О, меч появился. Вот. В общем, короче говоря, я считаю, что на Репласе дешевле точиться, но для меня, лично для меня, это неудобно. Поэтому я точусь на всем подряд, кроме Репласа, можно сказать. Поэтому так, могу себе уже позволить такие траты, слава богу. Так, куда этот меч-то делся? Меч, а катану, я же катану не установил. Смотри, это похоже глюк какой-то. У катаны... А, нет, сотня. Все, ладно, продолжаем набивать. Сколько паков вышло полностью? Вышло полностью, спрашивает Таски. А, смотри, он пишет подсолнухи и сталь 600 миллионов. Подсолнухов и сталь каждого по 7 или какое-то разное количество там было? Так, я так понимаю, что 15, да, теперь фейлов нам нужно? Да, 15. Угу. 15 на 10 тыкаем. Фейл. Боль пошла. Пошла боль. Ну что, дальше? Так, стоп. У меня что-то отстает. Да, ничего страшного. Так. Теперь 16 фейлов и 9 на Каранде. Так, 16 фейлов. Попытайся с анимацией ткнуть. Один разок. Угу. Вот, я к чему начал про турнир-то. Короче говоря, остров. Да хрен-то там 17 стало. Так, ну что? Что у нас дальше там есть? Для 17 файлов Да. есть... Что-нибудь на 12 А желательно. вот, Ну, мы переточили, да? Смотри, тут 2 точка Пхега есть. Не восстановлен, так, этот не подойдет. для Пхега уже, да, немножко многовато. Ну, вот 13-й стальной двуручный меч. Шлем Гиевса. Так, стоп. Шлем Гест, насколько у тебя? Сейчас на 9. Тоже. А вот есть 13 еще. А, нет, у него прочности нет. Так, ну, вообще 18 фейлов рекомендуется на 12 где-то точить. Я почти уверен, что меч зайдет. Вот этот вот. На- Синий. Ну, давай попробуем. Все равно мы ни туда, ни сюда сейчас висим. Да, блин, один фейл на нем набил. Черт побери. Зря я это сделал. Поторопился. Ну что, остается что-нибудь 9, наверное, точить. Да, у несколько точков есть. Да, я, в общем, так, за камнями сейчас бегаю, не договорил. Короче, на этой арене его можно встретить. Вот покажу, где находится этот остров. А этот остров находится вот здесь. Здесь арена находится.
Если вы рядом с Вилли с Или нажмете на ремонт, то есть восстановить прочность каких-то вещей, то вам проложит маршрут вот так, короче, напрямую через остров и по морю. Вот здесь будет НПС. К нему подойти пока нельзя. Если к этой арене подходишь, то он таким вопросиком, короче, отображается. Вот. Ну, когда введут, можно будет познакомиться с этим НПС. Там, скорее всего, стандартно будет этот ГИС, который стоит на аренах. Вот, как-то так. Что у нас там в чате? Так, 600 миллионов. Сколько паков? Тесла пишет 7К подсолнухов и 4950 стали. Но это на Эйлат, так как пока не имеем ГМ2. Тесла. Каждый левел торговли апает цену где-то на 0.41. Но это если кому интересно. А по моим подсчетам 0.3 получалось почему-то. Так, что у нас тут? Меч. Так, катану. Ладно, все восстанавливаем сейчас. А кроме вот этого глюка в окне гильдии, еще какие-нибудь изменения заметил? Да, вроде пока ничего не замечал. Ну, помимо того, что там в патче на утрах было указано. Так. Меч, катана. Ну ладно, будем тыкать, наверное. Я думаю, начинать, наверное, с 9 сейчас. И когда у нас дойдет так, до 15-16 фейлов, уже попытаемся качнуть коранду. Угу. Камни забыл взять. Точнее, не 14, мы с 15 фейлов начинаем. Ведь мы на 10 точно. Там, да, там по 2 тыка на каждой шмотке, поэтому, по сути, у нас попыток не так много будет. Смотри, у нас есть нулевой маскан, может быть, тоже его потыкать. А давай с него и начнем. Да, сейчас я лишнее выложу. Я просто тут же некоторые шмотки выгружал на склад. Угу. Тогда нам нужно будет 10 фейлов на 6 тыкать. Да, в принципе, мы сейчас это легко организуем. Так, камни сейчас положу. Так, Роман пишет: привет, я вот Видиант синий. Что? Можешь расшифровать его комментарий? Я что-то... Вердиант какой-то вид оружия. Я так понял, пробужденка. Но вот чья не ДК, помню. наверное, что ли. Честно не знаю, что-то новое. Так, ладно, пока фейлы набиваем. Пробужденка ДК. Ну, сейчас ДК в моде. Поэтому, да. Ну, 56 плюс 10 валкса. Это уже можно было на 19 пытаться точить. Слушай, а Маскан также там 10 или сколько там, 11 фейлов? На самом деле, да, там одинаково она идет. Что оружие, что шмот То боссовский. есть с 0 на 7 не стоит тыкать, да? Не стоит, конечно. То есть 6 это безопасное, получается, у нас? Нет, 5 безопасные. На 6 мы уже где-то 10 фейлов должны иметь. Охренеть. Ну ладно. Поехали. Слушай, а когда мы усиливаем, наверное, на осторожно нужно, да, было переключать галочку? Что-то я сейчас только про это вспомнил. Ну, чудо нововведение. Ты имеешь в виду, когда фейл набиваем? Нет, когда шмотку точим конкретно. Здесь нет этого функции. Как Она она работает только на зеленом шмоте, и то только с 1 по 14 уровень усиления. Ну ладно.
Так, 10 фейлов. А Маскана, да, тыкаем? Да, А, и правда, смотри-ка, да. Ни хрена себе фейл. всякое бывает. Охренеть. Ну, так. Сейчас, подожди. Еще не вижу. Вообще просто. Я, кстати, наверное, зря так озвучиваю, да, рано, потому что зрители же тоже, наверное, немножко с задержкой смотрят. Так нет, им-то видно, возможно, и вовремя. Это мне здесь отставание идет. А, ну да, ты же со мной в ТС-ке, ну да, понятно. Ну что, еще одну попытку. Ну давай. Давай берем анимацию на всякий случай. А еще, кстати, говорят, что... Да, фейл. Еще говорят, что нужно типа менять шмотки обязательно. То есть выкладывать из этих ячеек, там черного заново вызывать, всякое такое. Ну, это из разряда шаманства. Да, Я да, тоже да. обычно так делаю. Но у меня вот когда два фейла подряд, то уже начинаю шаманить, если я именно одну вещь точу. Ага. Ну, иногда даже помогает. Мгм. Так, что у нас там получается по фейлам? 12 фейлов. Эх. Смотри, вот еще у нас есть бижа золотая, мы ее тоже можем тыкать. По идее, ну, как бы имея соответствующие фейлы. Так что можно как-нибудь потом ее тыкнуть. Ну, золотая, это, конечно, где-то от 21 до 26 фейлов на плюс один надо иметь. Ну да, если что-нибудь упрется, у нас фейлы останутся. Ну да. Так, ну ладно. Что у нас дальнейшие действия какие? Так, сейчас посмотрим. Ой, моя табличка улетела. Так, ну Мы у нас можем получилось. поднять, может быть, нет? Ну, нам для того, чтобы точить на 10, нам нужно 15 фейлов. Ну, мы можем сейчас, например, вот на седле нахреначить еще фейлов. Давай, лучше до 15. Потом попробуем какую-нибудь девятую шмотку тыкнуть. 9 у нас есть пхек, и у нас будет всего 2 попытки. Сейчас я подожду, чтобы у тебя трансляция дошла. Слушай, оказывается, столько печенек все-таки надо, потому что Тормоз спрашивает Тормоза, что нам делать дальше? Егор Харитонов пишет. Прикольно, да. Ну, хоть кто-то нас будет веселить в чате. Так, вижу 15 фейлов. Мгм. Ну что, пытаемся. Зашло. Набиваем заново. Отлично. Так, смелое усиление. Можно также по той же схеме. Так, 10 или 11, я не помню. Так, у нас сколько там А, сейчас На Москва? Маскане 6 по-прежнему. 10. Окей. Ну, на самом деле, вот этого Маскана не жалко. О, кстати, зашел. Потому что я его брал как раз таки у ночного именно для таких целей, чтобы... Ой, точно, усиление тыкнул случайно. Чтобы набивать на нем фейлы в будущем. Поэтому он, в принципе, со своей ролью уже практически справился. Так, все, бегу восстанавливаться. Надо не забывать на аукционе проверять печеньки, может быть, заодно чуть что-нибудь прикупить. Так, где-нибудь нет обрывков, ладно. Как у тебя там сейчас успехи с прокачкой? А я прокачкой пока вообще не занимаюсь. Пока серебро коплю. И вот пытаюсь с аукциона что-то выкупить. Но пока неудачно.
Да, кстати, тут 2 раза выкладывали 19-ю коранду, и оба раза мне не повезло. Вчера где-то в час ночи по Москве этот 16-ю выложили. Я уже так надеялся, что возьму ее. А ты Ну, же, обычно ты же не на войне оповещ... вроде играешь, на чем-то другом. Не, я на совке. Мгм. Им на косу выложили, и ой. Обычно оповещение у всех стоит 19-е, 18-е, там. Ну, вот эта вот серединка не стоит, редко очень выкладывают. Я вот Мгм. понадеялся, но, увы, не повезло. Да, мне кажется, на них всегда спрос большой, поэтому их выкупить как-то вот, наверное, не так уж просто. Ну, сотка все-таки сейчас не такой популярный класс. Ну да, не то, что там полгода-год назад. Зарк все-таки не удалось Аука достать. Я себе Кутуну с аукциона купил 18-го. Я считаю, то, что это прям вообще мне повезло. А, Такое удачное приобретение. Блин, что ж я не то все такое. Будем еще пытаться ночного. Кристина Шмот. Дослебан и Сталис пишет: всем привет, народ. А вы в курсе, что новый патч Wargaming выпустил? Go в танки быстрее. Танки, это да, это круто. Так, так. Так, нам по-прежнему... Так, мне в этот раз 11, да, по-моему, надо? Ой, катана Так, заточилась. беда. Что еще есть, на чем можно набивать? Есть меч, но его нету на аукционе для восстановления. Придется, наверное, покупать что-нибудь новое. Придется. Ну да. По идее, мы За- можем какой-то из точек пройти безопасно. То есть, если прям совсем что-то упрется. Ну это да. Но пока что ничего такого не было у нас. Будем надеяться на лучшее. Кстати, заодно можем проверить, насколько новая система заточки ускоряет. Допустим, пытаться сэкономить точки, заточив таким с повышенным шансом, Мгм. допустим, до плюс 10 зеленую вещь. Ну, в принципе, давай попробуем. Сейчас у нас как раз такой шанс будет. Иван пишет: 62 раза пытался я купить Каранду Сауко, так и не купил. 62. Ну ладно, поверим на слово. Так, это значит катана, поехали. Осторожно, да, ты хотел попробовать? Да, Мгм. По идее тут до скольки нужно догнать? где-то до 10-11. Ну вот, получилось. 11 зашло. Нам бы, знаешь, может быть, я не знаю, может быть еще одну катану купить и их чередовать вот по той системе, о которой ты говорил. То, что Да, давай попробуем. меняешь одну шмотку, потом вторую ставишь. Мы, по идее, и 3 катана можем сделать. Как бы. Точки можно и докупить спокойно. Ну, я обычно две пользую. Мне хватает. Ну ладно. Осторожно. Давай подожду. Я на 4 сейчас остановился. Блин, с 4 фейлов на 10 зашла.
Так, вижу. 4 фейла и 9. Но это все равно, это намного меньше фейлов, меньше точек тратится, чем до этого было по старой системе. Не знаю, у меня они постоянно точатся. Может быть, я такой везучий, фиг знает. Так, ну ладно, что, догоняем смелым, да, уже или как? Или еще до 11 добить? Лучше до 11. Давай. Готово. Так, 5 на этой. Слушай, а надо было засечь, сколько прочности осталось, то я же так одну и ту же могу втыкать. Мгм. Так, теперь 11 фейлов нам нужно будет. Или можем 10 фейлов набить и попытаться тыкнуть Геаса. А я уже 11 сделал. Ну, давай тогда Пхега. Сейчас подожду тебя. Спрашивают, ну вы идете или я пошел один в танке? Хочешь в танке пойти? Не, я как-то не танкист. Ты там командуй, как у тебя запись дойдет. Так, я тогда перемотаю до следующего. Чего тут у меня помечено? Так. Ты еще не пытался точить? Нет, нет, говори. Давай с анимацией попытаемся. Давай, Разок. что, куда нам спешить? Ну ладно, тогда пойду ток 2 рашить. Удачи вам. Давай, удачи. Давай. Спасибо. Не зашло. И у нас 12 фейлов, так? Да. Так. Давай Геса. Давай. Ух ты. Повезло. Так, а ты хотел еще тыкнуть Маскана на 10 фейлов, да? Да нет, пока уже... стоп. Ну да, вообще Маскана на 10. Сейчас я восстановлю. А нет, стоп. Маскан уже желательно на 13 тыкать. Так он же 7 только. Так, сейчас подожди, я гляну. Да, смотри. На 8 лучше на 13 вообще, это оптимально. Но можно и меньше, если он не сильно ценный. Нет, он вообще абсолютно не ценный. Я специально его для этого брал. Давай где-то с 11-12 фейлов попробуем его тыкать. Давай. Чего нет? Давай, давай. Давай 12 сделаем. Есть. Готово. Зашел, да? Да, зашел. Набиваю заново. Так, значит у нас Маскан на 8. Значит с него лучше всего и начинать. Катана зашла. По-хорошему его, конечно, фейлов с 14 надо тыкать, но можно с 13. Да, сейчас катану восстановлю пока. Угу, давай.
А ты серебро на чем? А, на обедах, да? То есть на кулинарии. Да, на империи. Эти твои любимые барашки. Кстати, по поводу барашков, как там себя ивент-то чувствует? Заметно, нет? Выпадение? Ну, честно скажу, не особо. То есть, как было до ивента, так и осталось. Ну ты озвучь, в каких масштабах просто ты добываешь. Ну, я же в основном мясо добываю, а по точкам это такой небольшой бонус для меня идет. Я обычно где-то на мастере 7 сборы, 275 энергии у меня сейчас. И я вот за это сливаю время, за один заход получаю в среднем 2 точки. А количество инструментов и какой инструмент? Тесачок синенький обычный, не тесак удачи, где-то 4 с копейками там получается тесака. Мгм. Ну, на овечках там точки как-то плохо падают. Возможно, просто корейцы пофиксили, потому что популярный спот, немножко зарезали там шанс. Может быть, чтобы разгрузить его. Я так понял, что они вот простое ПВП в открытом мире не очень уважают, поэтому... А там оно случается, тебя там ПВПшили? Нет, такого не было. Не, ну а меня вот как-то сливали. Ну, там не так-то много народу на самом деле, пока нету ивентов. Сейчас, похоже, точки придется докупать. Разогнались как там. Это да. Это мы, кстати, сколько я говорил, 200, да, было на оружие или сколько, или 150 ли? Мы их уже сожгли практически. Ну, 150. Осталось 36. Надо было на аукцион, короче, свалить все шмотки и бижу, которые можно было заточить, и брать по мере необходимости и точить их. Хотя, в принципе, мы и так нормально идем. Наверное, ничего не пропустили пока что еще. Кстати, если будет лишняя 15-я зеленая пушка, то можно попытаться извлечь из нее камни заточки и посмотреть, сколько выйдет теперь после патча. Ну, да, посмотрим. Если что, потом сломаем, если останется, как бы не жалко. Так, сколько тыкать? Так, значит, мы сейчас масканчика будем точить. Снизу вверх. Угу. На плюс 9, ну давай 13 фейлов. А у тебя были когда-нибудь такие масштабные заточки? Или это твой дебют? Масштабные заточки, но я обычно на одну вещь. Все ставлю и точусь. У меня масштабный был пхек с 10 на 11. Уперся так, что я там 200 печенек сжег. Ни хрена. Мне кажется, уже было точно проще сделать. Ну кто ж знал? Ну да, бывает. Да, но всегда кажется, что вот-вот да заточится, вот-вот да заточится. Мгм. Так, ну в общем я тыкнул, он не заточился. Сейчас у тебя, наверное, уже запись добежит. Так, 14 фейлов. Ну, можно еще раз попытаться. И потом что, каранту тыкать? Так, ранда у нас сколько получается? Карант 9. Да, потом каранд. Давай я тебя подожду и вместе тыкнем. Я пока зачитаю следующий момент. Окно восстановления энергии рабов немного переделали. Там текстовочка немножко изменилась, оно стало немножко шире. На мой взгляд, не так удобно, как было. Так, ну что там у тебя? Дошло до каранда. Все, тыкаю. Давай. Давай. Без анимации. Чтобы интригу сохранить. Я вас подожду тоже.
Отлично. Я тоже так думаю. Так, что у нас самое мелкое? Москва остается по-прежнему, да? Да. Ну и вот также можно с 12 фейлов начинать. Сейчас попробуем. А, Вольфик Так. пишет украшалку ведьмы с 21 на +1 зайдет. Мне кажется, это даже многовато. С 21 уже золотую начинают точить где-то 21-26 фейлов. Наш зоркий зритель Дмитрий спрашивает, откуда у него столько бабла на складе. Это чит, я читы использую. Просто берешь, вводишь там что-нибудь типа там, как там в GTA эти коды-то? Я даже на память уже не помню сейчас. Да, я тоже уже давно не играл. Вот, и короче все, и оно там просто сыпется, ладошки только подставляешь, и все прям на склад сразу идет. Так, сейчас восстановлю катаны пока что. Походу парень сжег бижу благодаря нашим советам. Так, а что он тыкнул? На 21 синьку? Наверное, он И пишет, сжег? блин, не, я не знаю, это не зашло или что это значит. Давай, Вольфик, похвались, что там зашло, не зашло. Пока покупаем. Ну, это значит не судьба. На самом деле 21 это очень даже много для синих. Я бы где-то с 16 точил. 21 фейл, серьга ведьмы не зашла. Да ты не так много потерял, на самом деле, можешь не расстраиваться. Это, если это твой первый опыт, то считай, что тебе повезло, можно сказать. Да, это не обувь. Это вообще фигня. Мы так, знаешь, это смело так рассуждаем, через полчаса такие уже на заднице волосы рвем, и Каранда не заходит, короче. Вполне может такое быть. Точно так же, как у меня с Пьером было. Вот, да, 21 серьга не зашла на +1. Да, мне кажется, из-за +1 бижи-то, если это не золотая, можно даже особо не расстраиваться. Само собой. Через день снова нафармишь, да и все. Или там выпадет сама просто. У тебя, кстати, к разговору о выпадении с этих яиц что-нибудь ценное упало? А вообще ничего ценного не было. Ты не поверишь, но я когда открывал буквально вчера вечером эти яйца, у меня выпало точки. То есть у меня было их, наверное, штук 9 яиц накопилось. И я давай открывать, ну там же, о, блин, ночь наступила. Написали, что, ну типа изымутых там, как обычно они это теперь делают. И все, я давай их яростно открывать, там первый, второй, третий раз, и падают одни точки 15. И вот я тогда в гильдию написал, что типа не открывайте яйца, там что-то пофиксили. И потом думаю, блин, да не могут, наверное, не так сделать, чтобы одни точки падали. Да нет, там мусора столько, что ужас. Да, Там я действительно. перезашел, короче говоря, мне что-то какая-то хренота выпала, уже не помню. Потом выпали пояса 2 штуки. И еще что-то такое. Да-да, там у меня тоже пару поясов было. По-моему, печать стражей падала. Тоже пару штук. Но там вот, если бы ты, не знаю, не обращал внимания, вот падает пояс, и рядом с ним соседние ячейки забиты всякими точками вот этими, например, обычные, камнями инкрустации и так далее. То есть попасть на него, это вообще что-то с чем-то. Ну, короче говоря, с этих яиц, вот я их и до этого открывал, в общем-то, ничего ценного не упало. И я так понимаю, что в остальных тоже, да, примерно то же самое было. Ну да. Вроде никто ничего не шифтовал ценного.
Так, 9 фейлов. Так, нам, по идее, нужно 13 фейлов, и мы тыкаем мазка. Мгм. Так, я пока подожду, на вопрос отвечу. З скольки, цитирую, фейлов на плюс 15 сюрикен точить? 25. Если они есть свободно на складе, на аукционе, просто тыкай подряд или вообще точным сделай. С этим проблем никаких нет. С обычной. А сюрикен, он вообще зеленый, получается же? Наверное. Тогда на 15 уже нет этой новой системы. Ну, я бы где-то тогда с 15 начал бы и шел бы до 25. Если будет 25, то оставлял бы. Переключался бы на следующего персонажа и так по цепочке, пока не заточится. А оставленные фейлы уже потом пригодятся для заточки на более там, высокие, на плюс 17 и так далее. Или для следующей шмотки. Так, ну как ты видишь, не зашло. Так, еще не вижу. А вот теперь вижу. Попробуй, кстати, обновить трансляцию. Может быть, у тебя там какое-то отставание есть, помимо этого. Да нет, у меня в эфире. Я ее периодически эту кнопочку тискаю, Понятно. чтобы оно самое последнее показывало. Здесь на ютубе задержка такая, сама по себе. Так, значит, что у нас еще есть? Москва у нас не зашел. Все остальное у нас 10-е, так? Ну, теперь выходит, что да. Для заточки на 11. Если что-то не сильно ценное, нам где-то 14-15 фейлов. Если что-то ценное, типа Каренды, лучше 16 фейлов. Ну смотри, вот есть 2 тычка на Гиоса. Есть 1 тычок на Пхега. Давай тогда Геса сначала тыкнем, потом Пхега. Если не зайдет, тогда уже Каранду. А если и Каранда не зайдет, план Б у нас какой? Нам Каранду тогда надо еще раз тыкать. 2 тыка. А если уже не зайдет и так, то тогда будем думать дальше. Все, сейчас буду ждать. Мы, кстати, что-то 8-го Маскана как-то проскакали в этот раз. Ну, сейчас с анимацией Каранду. Парни, походу, тоже большой набор шмоток. С 30 фейлов носа на 11 зайдет. Зайдет. Куда он денется с 30? Мне кажется, это переточка уже. Да, это уже переточка идет, но бывало у меня не заходил. Так что все это рандом. Да. О, отлично. Угу. Зашло. Так, что, Маскана будем тыкать? Да, давай. Сколько надо? Точки кончились. Так, сейчас скажу. Поторгуемся за печенюшки. Давай 13 фейлов. Хрен не успел. Что за глюк? Не нажимаются кнопки. Что-то у меня игра, что ли, тормозит? Какие дорогие точки, а? Миллионы пошли. Слушай, а может сгонять печати поменять? Тут что-то по 6 миллионов тратить как-то неохота.
Ну да. Тогда загоняй. Давай, пока я проскакаю. Блин, это на основу надо переключиться. Ладно. Поскочу, тогда что-нибудь почитаем из того, что у меня заготовлено. Да, из обновления что-нибудь. Вольфик пишет, что, блин, что-то туговато, не зашел, походу, у нас. Приходится интерпретировать его комментарии как-то по-своему. Я бы на самом деле оставил 30 30 файлов. файлов, да, это можно там на 17 100% тыкать. На 17, да, это однозначно. А если 35 будет, ну, 31 файл, это однозначно на 17 лучше оставлять. На 11-16 файлов набивай на новом персе, на твинке. Смотри-ка, у меня, оказывается, есть еще Гзарка плюс 14, я совсем про нее забыл. Нифига себе, вот это богатство. Ну, на 15 это с 25 файлов тыкать тебе надо. Ну, это как бы, да, на будущее. Там. Так, тариф у нас ближайшие по обмену. Так. Можно, кстати, вот эту заточку на две части, что ли, разбить, потому что, конечно, охота дойти до коранды там 18 и попробовать на 19 потыкать, если шмотки позволят и прочность. Но что-то, блин, просто уже час прошел, а мы там как-то не особо-то и продвинулись на самом деле. Ну, естественно, как бы Потому что, лучше, да, отдельный стрим сделать, потому что устанем и мы, устанут и зрители. просто я смотрю то, что вначале был всплеск, там, видать, народ воодушевился, что столько шмоток туда-сюда, а тут вот эта рутина с набиванием фейлов. Это, кстати, вот интересно, такие ролики, да, когда смотришь, там, 3-5 минутные по заточке, там, бац, фейл, слетела заточка, тудым-сюдым, херак, там, на 19, как зашло что-нибудь. Но на самом деле такое видео, оно полезнее, потому что часто ты видишь, как затачивается уже. Человек заходит, у него столько-то фейлов, он тыкает, у него все заходит и все. Как эти фейлы получить в итоге, когда сам начинаешь точить? Уже, ну, и сколько это будет тебе тем более стоить заранее, ты сказать не можешь. Особенно новички. А здесь сразу все видно, понятно. Угу. Что да Наглядно как. можно поговорить, спросить. Поточиться одновременно, как это делает Вольфик. Он пишет, что 35 фейлов на 17 шлем грунил. Это он всегда как-то неоднозначно выражается, и то ли он хочет точить, то ли заточил. Шлем грунил, 35 фейлов. 17, да, это как-то тоже Да, из крайности в непонятно. крайность. Не, на самом деле для шлема грунила на 18 35 файлов это много. Нет, на 17. Это очень много. Зря. Уже. Ну, я таки понял, что он заточен. Ну, с 30 можно было уже на 18 его загонять. А тем более сейчас, когда я так понял, крафтом все-таки шанс немного повысили. И у Грунила там что-то стоит такое, типа средний легко или что-то такое через слэш. Да, можно Сложные на аукционе заточки. посмотреть. Я не знаю, вот эти вот простые вещи, Грунил, он хоть и дорогой, сколько он там, 1150-200 стоит? Ну, по-моему, 200 или 250. Вот, не знаю, я бы вот на текущий момент вообще бы не точил, просто взял и купил. Потому что, ну вот сколько он там стоит, 30, там 50 миллионов или больше. 18, по-моему, где-то 50 или 70. Это, ну прям вообще, я не знаю. Конечно, если ты только вошел в игру, тебе кажется там 10 миллионов, которые выдают, особенно бонусом, да, такие деньжищи, куда их деть? Типа круто вообще. А одеваться надо, считай, тебе 4 шмотки нужно, плюс оружие, плюс оффхенд. Хотя, естественно, нужно начинать с оружия. В первую очередь нужно себе купить с максимальным дамагом что-то подходящее по классу. Ну, это да. Вот. Ну, просто я говорю к тому, что не мучиться с этими
шмотками. Пошел, ну то есть купил себе сразу пушку какую-нибудь, более-менее по деньгам. И все, и дальше Ну просто да, фармишь. да. На самом деле, зеленую купить за то, что там дают 10 миллионов, это запросто. Причем уже заточенную там на 15. Я вон темного начинал, тоже на плюс 7 пушку взял. Там какой-то у меня валялся что-то из старой зелени где-то на складе, давно забытым. Одел там, по-моему, или 12 или 13 сет. Меня мобы вообще не пробивают. Все там на 20, до 25, по-моему, дотянули. Ну, в общем, этого достаточно за глаза. А самому взять, точиться, как бы с нуля, это просто слить все деньги, тем более новичку, Мгм. просто в ноль. Мгм. Тем более можно пойти, где Грунил падает? В этом же, по-моему, Саоши, да? Ну, Крунил, да, Саоши падает. Хотя последнее время, что там бегал, очень мало падал. Но может это мне так везло. Ну, я это говорю к тому, что можно, ну, как бы, если начал точить Грунил, то можно его повыбивать немножко и сэкономить. Да, кстати, маленький финт ушами. Если кто не знает, то сейчас, если вы взяли шмотку, перековали ее в золотую, я имею в виду зеленую шмотку, в общем, крафтовую, то восстанавливать прочность вы можете такой же зеленой шмоткой и без доплаты серебра. Да, это, по-моему, уже давненько ввели это дело. Ну да, да. Когда-то было серебро, ты доплачивал, если ты золотую и зеленую Мгм, восстанавливаешь. мгм. А сейчас этого пока нету. Не знаю, как дальше добавят, не добавят. Ну вот, как-то так. Сейчас перейдем, сменим перса. Так, я проскакал и ничего не зачитал при этом. А, кстати, и не надо покупать пушку пробужденную заранее. У нас даже в гильдии был такой один или два человека, кто купил. И на самом деле пушка это выдается по квесту синяя. Причем. М. А вот это, кстати, Абсолютно. броня, которая тоже выдается по квесту от черного, считает, можно легко одеться и бегать там до какого-нибудь там 40 уровня. В ней вообще без проблем. Да даже больше, она вообще на медию рассчитана. Ну, это такая халява, просто вообще несравнима с тем, что было. То есть ты Да. вот эти все бонусы просто собрал, купил себе там какой-нибудь 17 там что-нибудь, что тебе там по карману, не знаю, Либерта какая-нибудь. И все, оделаю эту броню, выполнил квесты, как бы. Ну там же и не только броня, там и бижутерия есть по квестам. Да, Тоже можно. кстати, да. И вон даже допка есть. Квест. Вот мне, кстати, сейчас опять по новой, после последнего обновления прислали этот доспех Угу. и допку. Да, он всем пришел. Амулет тусклых чар. Ну, на 40 плюс 7, 9 атаки и 17 защиты, что очень не кисло. И 2 слота. Такс. Так, мы Маскана, да, будем пытаться заново? Да, давай, Маскан начнем. Так, 11 вроде, правильно я помню? Так, он у нас какой? 8. Нет, 13. Окей. Ну, по-хорошему 14, но это для шмоток, что ли. Более ценно, это уже максимум. Давай сделаем 14, не проблема. Не проблема. Не зашел. Так, сейчас, секунду. Можно его еще раз попытаться Да, без тыкнуть? проблем, давай. Не зашел. Так, отлично. Ну, опять мы можем так снизу вверх идти, потому что у нас получается 9, 10 2. Так, 10 там прочность есть на Геосе и на Абхиге. Да, паразику еще.
Ну давай, значит, на 14 фейлов набиваем. Пытаемся 2 раза тыкнуть Маскана. Если не заходит, то тогда Еса, Пхега. Нет, тут уже... Я уже Геоса тыкнул. Сейчас у тебя дойдет видео. Ясно. Уже 17 фейлов. Угу. На 12 желательно 18 фейлов иметь. Ну, Так что можешь разок Пхега у тыкнуть. него уже все, конец. Полный И у конец. Пхега, и у Геса. Да, их можно выложить на аукцион, чтобы не мешало. Ой, на склад. Ну да, лучше, чтобы не мешались. Но нам, конечно, еще бы один фейл добить на чем-нибудь. А давай на Маскане добьем. Давай на Маскане. Хотя это для него немножко перебор по фейлам. Ну давай, выбора все равно нет. Ну, отлично. Ну, теперь Карамбу. Просто, да, отлично. Действительно. Да не, жалко было бы на самом деле фейл. Ну, один так, один так. И еще одну попытку. А вот если будет 20 фейлов, то их лучше оставить на следующую заточку. То есть на плюс, получается, 13. Нам там как раз 20 фейлов нужно. Так, ну в принципе с этого пресса теперь можно выкладывать, да, все? Да. Так. Так, что тут тогда мы выкладываем? Маскан выкладываем. Наши катаны. Ну, у нас живой остался Маскан, только получается. Да, И Каранда. Карам. Да? Вот смотри, есть еще 15-й двуручный меч. Он нам понадобится, нет? Хотя Ну, тут я не думаю, тут не так много 15 фейлов. шмоток до хренища. До хренища. Так, ладно. Переключаемся на того, у кого нету фейлов, да? Да. Кого бы взять? 4 фейла вот есть. Ну, сейчас 14 фейлов. Пытаемся откнуть Маскана. Угу. Так, ну ладно, в общем, анимация, так, про рабов я сказал. Изменилась анимация окна знаний. Вот мне кажется, там немножко фон поправили. Сейчас покажу. Нет, слушай. Или да, вот этот белесый туман и вот эти белые круги, Ну, мне кажется, не такие активные были. по-моему, что-то изменили, на самом деле. Может быть, даже вот эта яркость кружочков изменилась. О, вот этого челобурика здесь точно не было. Немножко доработали. Так. Да, есть такое. Блин, вещи-то не переложил. Еще не переложил. Всякий хлам пока выгрузим.
Поехали усилять. Забыл Москана положить. Так, сколько нужно? Так, сейчас мы будем Маскана на 9 точить, да? Мгм. 14 файлов. Окей, так. Тара-тара-та-там. Где он у нас тут? Маскан. Долго все-таки вот эти перекладывания. Это да, есть такое. Вот это вот не очень интересно, я соглашусь. В некотором роде со зрителями. Ну что, поехали. Да. Ну, зашел. Так, теперь у нас получается надо 15 файлов. Мгм. Остановить надо будет. Может, печенюшки появились. Что у нас, кстати, торговцы наши в чате замолчали. Покинули нас, что ли? Побежал. Фу-фу-фу. Так. Валахар, привет. О, смотри, коранду выложили. Нулевую. Купить, что ли? Если получится. Так, для начала проверяем усиление. Печенюжечки 10 штук. Сейчас подождем. Вдруг купят. Купим. Надо было, кстати, замерить, сколько у меня было на начале стрима серебра. Сколько мы на эти криви потратили. Ну да. Обычно, когда точишься, там, не знаю, пару десятков миллионов, наверное, в них уходит, как минимум. Ну, по серебру-то это так. Ты еще не забывай, сколько точек у тебя было. Сколько вот печенье съедается. Но обычно на это именно внимание не обращаешь. А количество серебра всегда можно отмотать и глянуть. Запись-то будет. Ну да, запись будет, да. У меня вообще была идея накопить печенек на точное усиление коранды, потому что, ну вот, начать стрим с точки на 15. Хотя это не так просто оказалось. Вот я накопил за все это время, я считаю, их 85 всего. Так как я активно не фармлю в данный момент, и диска идет не так активно, как раньше. Потому что раньше хотя бы на рыбалке стоял, сейчас уже такого нету. И 85 можно, считай, спустить. Ну, как бы мы их в любом случае спустим. Угу. Ну, я на самом деле просто покупаю их на аукционе. Где-то за 3-4 часа я успеваю 100 штук купить. Да, да, пару часиков постоять, я согласен, да, можно купить. Ну, конечно, нудное занятие такое. Потеря времени отчасти. Так, главное не успеть, не забыть на Коранду сбегать потом, поторговаться. А так вот прикольно, да, было бы как небольшое доказательство того, что аукцион работает, ну, как бы в обычном режиме, без всяких там подтасовок, да. Ну да.
Так, ты говорил 14 или 15? Так, сейчас еще раз гляну. Мы точим на 10, да? Мы точим на 10, да. 15. А для каранды нам нужно 18 файлов. Ну, можно, наверное, на Маскане и дойти до этой цифры. Ух ты, 18-й меч кто-то выкупил. Ага. Так, отлично, 10-й масканчик. Мгм. Ай, на 13. Теперь Кажется. 16 файлов нам надо. А ты попытайся часть файлов набить, допустим, 10 на одном Да, вот я мече. пытаюсь. Да блин. Не проходит. Офигеть. Мгм. Походу придется все-таки покупать камни. Так, я сделал 15. Еще надо, да? Сейчас жду. 16 надо. 16 сделал. Кстати, вот уточки еще лежат, на них можно тыкать спокойно. Мгм. Так, ну что, Маскана на 10, на 11 тыкай. И еще раз. И еще раз. Надо не забыть про каранду через 5 минут забегать на каранду. Мгм. Все, теперь Каранду можешь тыкать. Еще сбегать надо. Так, 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 так. Там что-то кто-то в гильдии написал, можешь прочитать? Тоже что-то про заточку. Серьга ведьмы на 2 не зашла с 65 фейлов. Ни хрена, зря он потратил, конечно, такое количество. Ну да, я тоже об этом подумал. Меня бы жаба удавила. Вообще, это дофига просто. Это реально заточка на 19 уже. Или даже окр на 3. Уже можно с этих пытаться. Так, фейл, да? Еще раз тыкай. Можно попробовать удочку на 9 заточить с таких файлов. Ну вот, 20 будет. Я обычно, когда точусь, я две попытки делаю. Угу. Нет. Ну, можешь удочку тыкать. В принципе, нам до 25 фейлов надо. 25 уже оставлять на 14-15 заточку. Больше же у нас нету ничего такого. Что-нибудь на 13. На
на 13. Ну, давай посмотрим. Ничего нету. У нас как бы там биржа же еще была вроде как. Золотая. Так, 22. Ну, можно биржу уже попытаться. Можем, Это например, такой. смотри, тыкнуть к зарку, она точно не заточится. И потом биржу, например, так. Можно, да, так. Давай так Сейчас сделаем. Зарька возьмет и сделает закон подлости. И сойдет на 15. Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Таких чудес не бывает в этой игре. Ну, конечно, спорный вопрос, но все равно я в это не верю. Так. Сколько надо фейлов? Так, ну где-то 24 желательно. Что Ладно. 25 уже оставлять надо будет. Окей. Так, я сейчас попытаюсь выкупить костюмчик быстренько. Давай. И потом уже надо бежать за карандой, караулить. Пока что-нибудь еще обсудим потом. Смотри-ка, выложили уже судоходство, передавать можно, офигеть. 4 штучки хочешь купить? А, не. У меня вообще там 0 по судоходству, 0%. Кстати, это из того, что не вошло в патчноут, пофиксили этот квест, когда можно было брать клинком, а выполнять основой. И теперь так нельзя делать, придется ну как бы самостоятельно кататься по Ну, это печально, океану. конечно. И все. Халява закончилась, короче, достаточно быстро на самом деле. Она продлилась буквально 2 патча. Долго чуть не выкладывают. Может, я Ну, кстати, пропустил его? А ты глянь по дате последней продажи. Да их несколько сегодня выкладывали. Золотой эскадрон. А, вот он. О, блин. Чуть не пропустил. Затаили. Сколько там? 20 секунд, да? Или 30 надо ждать? По-моему, 20 или 25. Не успел. Не успел. Так, ну ладно, мы хотели бижу выложить, да? И тыкнуть бижу. Ты еще Каренду хотел пытаться купить. А, черт побери, точно. Сейчас побежим. Много фейлов тоже плохо, пишет карта из гильдии у нас. Само собой плохо. Не, будем оставлять, конечно, это полезная вещь. Фейлы лишним не бывают. Да, нам как раз 25 нужно. 20 у нас получается есть. Это на плюс 13 заточку. Да, получается на плюс 13, 20. Если будет 25, то у нас уже останется на плюс 14 заточку. Плюс 15 тоже с 25 идет. Плюс 16 тоже с 25. Плюс 17 желательно 35 иметь. Ну да, я не знаю, у нас сегодня получится дойти до таких цифр или нет. Ну, как бы набить фейлы не проблема. 16 точки есть. И так, сейчас я каранду проверю. Блин, не то. Выложили уже или нет. Просто хотелось бы по шмоткам пройтись действительно и заточить. Так, и еще опять это золотого эскадрона выложили. 2 даже, вот 2. Он, кстати, такой красивый, что он прям много выкладывают. И вот за сегодня уже штук сколько? Уже 33 выложено за сегодня. Нет, это всего, наверное. Сегодня штук 10, Нет, это наверное, было. всего. Я постоянно пытаюсь его выкупить, и что-то ни хрена не получается.
Ну, желающих много. Да. Хотя говорят, что воины вроде как не популярный класс. Так его же выкупают не только на эти, на носить. Его же еще и на валовцы И это тоже, выкупают. да, есть такое. Так, не прокатило. Ну-ка, давай посмотрим печенечки. Я Каранду. Да, сейчас я помню. Она уже вот-вот должна быть. Да, она уже должна выкладываться, ага. Нифига не успела. Прикольно. Прикольно. Так ты в избранное печеньки добавь, так удобнее будет. Да, кстати, точно, ага. Так, где она? А, все, ушла. 21-28, да, только что продали. Эх, короче, не успели. Все, давай печеньки добавляем и поскакали дальше. Избранное. Добавить. Все, отлично. А Sony пишет, есть такие слухи, что при прокачке города повышается шанс дропа босс шмота с ночника. Правда? Не, ни хрена не правда. Я думаю, что это только слухи. У меня Хидель прокачан на 10. Даже если я перееду в какую-нибудь альтинову, которую не прокачивал, я думаю, что ничего не изменится от этого. Мне кажется, ночной это вообще просто обычный рандом, без всяких там выкрутасов. Пишу, забыл снять. У меня еще пояс Василиска есть. Жерелье сечил, давай тоже выложу. Так, на кого нужно тут перейти? На... Где у нас тут фейлы-то? 24 фейла. Так, ну пока один тык нужен будет. И если что, 25 фейлов мы оставляем. Если будет фейл. Если заточится, тогда будем по новой загонять. Ты, получается, предлагаешь бижу без крона, да, точить, просто тыкать? Если крона у тебя лишние есть, то лучше с кронами. В принципе, там сейчас, по идее, точки, кстати, цена, вот эти количество крон, она привязана к цене точки 16. Поэтому сейчас пока ивент, цена немного упала, возможно и дешево будет. Да, попробуем, проверим. Так, я крону не выложил, да? Молодец. И Василиск снова не снял. Но себя, кстати, наверное, все-таки не стоит, да, точить? Вообще, конечно, не стоит. Так, ну ладно, тогда крону выкладываю и пробуем колечко тыкать. А кроны же фейлов не добавят, получается. А же просто так получается. Ну да. А нам нужен фейл еще один. Ну у нас там как бы удочка есть, которую можно сфейлить. Ну да. Ну давай тогда бежу, попытаемся. Вдруг прокатит. Ну, ты знаешь, мы вот эти фейлы на самом деле можем сливать для заточки, например, плюс вторых костюмов ремесленника. А хотя это долго, нафиг нам, не будем, да, заморачиваться. Не, лучше не надо, и так уже стрим затянулся. Уже 1,5 часа мы тут пытаемся что-то сделать. Мы знаешь что, можем для того, чтобы развлечь зрителей, захреначить фейлов и точить, перейти, например, вот эти 15 шмотки, то есть не дотягивать Коран до 15, а вот эти мазка на 15 и древня 15 потыкать, чтобы как-то разрядить немножко обстановку. Ну вот как раз 25 фейлов вполне подходит для того, чтобы на 16 тыкнуть. Да, кстати, как вариант. Только мы же сейчас с кронами тыкаем. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас все будет. Поудите рыбку, сейчас все будет. Так, а что у нас там еще было записано у меня из изменений? Окно знаний мы сделали. Видео про турнир ПВП я озвучил.
На Корее завезли нового гильдбосса. То есть там такой, короче, типа древняя, какая-то такая хренотень из деревьев. То есть это он, скорее всего, в Камасиле будет резаться. И его немножко изменили. То есть первым этапом нужно будет ему подкосить ноги, а потом набрасываться как бы и добивать его. И там разница в том, что все участники битвы гарантированно получат какие-то призы при убийстве. Ну, какие-то призы это сильно неопределенно. Ну, Здесь тоже, убивая, получаешь как бы печати. серебро. Печати. Ну да. Так. 32 крона он пишет нужно. Да, я же правильно смотрю? Так, сейчас дойдет, подожди до меня. Да, 32 крона. Тыкаем, да? Да, давай. О, поздравляю. Да. Да, спасибо. Авраам Джинков пишет. На 1 с кронами за шквар. Прикольно, да. Ну а чё, как мне нормально на самом деле. Тем более кроны халявные, Да, сивинтов. как бы вообще пофигу. Так, катана все. Так, у нас остается что там? Масканчик. Маскан, да, и Каранта снова по кругу пойдет сейчас. Сейчас дотыкаю и все. Ну, нам нужно 16 фейлов для Маскана и 18 на Каранду. Угу. А чтобы точным Каранду до 15 вот с текущей точки догнать, сколько нужно печенек? 100%. Ну это получается с 14. Нет, стоп. А, С 12 на 11 очень много. 14 на 15 100 будет печенек. По-моему, 80 с 13, ой, с 14, с 13 на 14. По-моему, 60. Ну, вроде что-то... Короче, очень много. У нас точно не хватит. Ну это понятно, что там, да, с 14 на 15 и так 100. Это да. Да, со стороны, наверное, так этот стрим смотрится не так захватывающе интересно, наверное, как хотелось бы. Хотя точимся как умеем. Никуда не спешим. Я, по сути, это, наверное, мой третий, да, стрим по заточке вообще в целом. По-моему, да. Поэтому, как можно заметить, это не такое увлекательное дело для меня лично, то есть именно заточка. Поэтому оно вот так вот и происходит не часто, не так увлекательно, возможно. Ну, в БДО она вообще такая довольно длительный процесс. Да. Сам по себе. Угу. Только в видеороликах, там, где все вырезано 90%, это тык-тык и все готово. Да, на самом деле эти фейлы и вот эти тыки, они там месяцами, наверное, ну не месяцами, но пару недель, наверное, люди на это потратили, чтобы такой там 3-минутный ролик записать. И самое главное, за этим там десятки вообще миллионов серебра, наверное, стоит, если не больше. Конечно. А еще печеньки выкупить, еще точки, как правило, не покупаются, а с печати добываются с боссов.
Копится шмот, чтобы файлы набивать, и потом его восстанавливать. Ну, короче, много очень моментов, Мгм. которые не входят обычно в финальный ролик. Да, а какой-нибудь отдаленный стрим я еще планирую сделать по заточке плюс четвертого ремесленника. Вообще даже не представляю, когда это будет, потому что меня вот этот нудный процесс уже немножко подзаколеб. Там он еще нуднее проходит, нуднее, чем сейчас. Вот, и мне просто самому это тоже, опять же, не так интересно тыкать. Когда ты сидишь вечером и просто перекладываешь шмотки, тыкаешь и тыкаешь и тыкаешь бесконечно просто. Так, 16, да? Да, 16 файлов. Готово. Маска? Да, мазкам. 2 попытки до 18 файлов. Не прокатило. Так, ты 2 раза тыкнул, да? Мгм. Ну, теперь каранда. Опять-таки до 22 попытки. Одну попытайся заниматься, одну без. Мгм. Немного игр спрашивает, а есть таблица с количеством фейлов по уровню заточки? Таких таблиц на самом деле уже несколько существует. Они с разным как бы успехом ходят по интернету. О, поздравляю. Да, спасибо, спасибо. Поэтому их найти не так сложно. Самые распространенные, наверное, на форуме есть. Вот это, кстати, ты ВКонтакте взял табличку, по которой сейчас. Я уже не помню, она у меня 100 лет уже как валяется. Где-то нашел, оно у меня в Excel сейчас. Но именно в Excel или в этих таблицах Google? Не, именно экселевская, но я копировал откуда-то, просто себе в свой экселевский файл вставил. Угу. Там она в текстовом виде была. Так, теперь, кстати, можем переключаться на того пирса, где 20 файлов, и пытаться тащиться на 13. Так, я просто уже 10 набил, может быть, Маскан еще раз тыкнем? Да, можно масканчиков. 16, да? Да, 16 файлов надо. Просто один-два раза. 2. Ну все, тут 18 файлов, он не зашел. А, Так, есть что-нибудь у нас подходящее? Вот такой случай. Что-то хрена узнать, по-моему, уже все. Можно перекладывать шмотки, похоже. Ну да. Ты видишь, да, сейчас что? Да, вижу. Ну да, перекладывай, наверное. Попытаемся там, на том пирсе, точнуть. В общем, короче, табличек несколько. Вот на форуме есть Green Flame, в разделе Black Desert там топик по заточке. У Инка есть. Так, кто-то к нам присоединился. Дима присоединился, что-то он пока без звука, ладно. А вот у Инка есть ВКонтакте табличка на... Я не знаю, где еще таблички подобные лежат, общедоступные. А на самом деле и стримеры делали, и так далее. Там на самом деле есть таблички специально для того, чтобы, допустим, копить фейлы, много фейлов. Кто планирует там точиться на 19, 20, то есть запасаться. Есть вот такие. Привет всем. Привет. Привет. Я на стрим опоздал сегодня. Да ничего страшного. Я рыбу гонял. Да, предыдущие 3000 серий у нас прошли по заточке обычных вот шмоток.
и немножко коранды. Я только что видел на 12, по-моему, на сколько? На 12 точил карамб. Мгм. Ну, на самом деле, не знаю, наверное, фейлов на 13, фейлов 25 это точно надо делать. На 13 идти. Не, 20 хватит. Ну, допустим, вот, может, я такой везучий, но у меня маскан 40 фейлов, 43 мне заходил на 15. Ну, это много ты сделал. То есть, ну, не знаю, так, ну, как бы не один раз. Это, ну, то есть, как бы сбивал эти фейлы, то есть, точил другой шмот, и потом опять. То есть, вообще не точится. У меня я уже потратил миллионов 200, наверное, не точится. Скорее всего, на другом персонаже нужно точить. Так, а если сейчас не зайдет, тогда мы дальше куда-то двигаемся, да? Так, тогда надо думать. Дим, у тебя там эхо, по-моему, надо. Может, по кнопке сделаешь пока. Так, коранду, да, натыкаем? Да. Тоже два раза? Да, тоже попал. Так, как это? Так, а может быть тогда на чем-нибудь догнать и тыкать уже древне? Так, тоже хороший вариант. Что у нас У есть? нас есть 14 экзарка, Вот ее можно пытаться тыкнуть. есть 17 талис, есть 16 пенгочи. Что тебе больше нравится? Можно к зарку ткнуть. Мгм. Разок. Или, в принципе, пенгочи можно. Сейчас потыкаем. Талис это уже жирновато будет. Это, как ее, Гзарка тоже пригодится. Она же прям фейлы копит прям только так. 23. Тыкаем Талис, он по идее 3 фейла, да, сейчас должен дать? Да. Есть 26. Ну все, теперь можно древне пытаться. А пойдем постепенно, точно так же древень. Где я масканта потерял его? Черт, куда он делся-то? Вот он. Не вижу уже ни хрена. Так, что у тебя там еще есть? Скользкий пишет, я к Зарку 15, вот эта точилка с 70 начал и на 80 закончил. Не зашла. Ну, видишь, Перефейл сильный. как классно. Так, я предлагаю начинать с Маскана. Не зашел. Древень. Зашел. Так, стоп. Ты же не спеши, у меня отставание. Окей. Ну вот, отлично. Так, ну теперь нам нужно фейлы набивать. Значит, самого мелкого. По старой схеме, короче. Да. Сейчас лишнее выкинем все. — 16 фейлов сейчас. Ты тут Хега и Геоса можешь выложить десяток, там же все равно нету. Угу. Чтобы не отвлекали. Угу. Сейчас.
Так, а еще у нас на оружие еще немножко осталось. Я уже думал, сейчас пойдем покупать. Так. Ну ладно, начинаем. Какое количество нам сейчас нужно? 16 фейлов. Алло. Да. Угу. Что, продолжать? Да, веселимся по полной. Так, а 16 ты хотел Моска натыкать снова, да? Да, у нас канал. То я что-то куда-то его уже делал. У него, кстати, 2 тычка осталось. Как классно мы его слили, да? Да. Вот если бы у нас он целью был, было бы вообще печально. Это же самое сложное. Маскан. Каранда. Да, фиг его знает. Оно одинаково точится на самом деле. Шанс Древень, мне одинаковый. кажется, да, нисколько не лучше. Где-то везет, где-то нет. Просто вот и все. Вы пробовали крафтить этот новый ивент? Что, таблетки? Ты какие-то слезы горечи вот это с первого легиона. А, это классно, они над Блесом подшутили, да? Вообще юмор такой. Отправляли. На самом деле эти таблеточки очень неплохо здоровье параметр повышают, качают. Лучше, чем в отрасли. А у тебя какой уровень здоровья? У меня на самом деле небольшой. Сейчас тебе точно скажу. У меня 15 на варваре. Так, лучше скажи мне, что дальше второй. будем тыкать. Так, не зашло, да? Так, чем-то нам нужно догоняться. Саша, ты же говорил, будешь точно усиление точить. Это до 15. Я не добрал печеньки, 85 печенек у меня только. Ага. Так, что у нас есть вообще ближайшее? Так, на гзевку нам 25 надо. Ну, смотри, мы можем вот эти 15, например, тыкать 16 точками, как бы, ну, это не очень выгодно, я согласен, но как бы просто уже, ну, дожать. Ну да. 15, мне кажется, сейчас зайдет. С 18? Там с 18 фейл. Ну, давай пенгочи собьем тогда. Давай попытаемся пангоч. Ох ты, скотина, зашел. Так ты, может быть, древний заточить или Маскана 15-го. Че? Приятнее было бы. Так, Там древень уже 16. Просто у меня на стриме сейчас картинка висит. Я паузу нажал. Ладно, пингочи будет тогда на будущее. Так, почему-то мне говорят, что мой голос очень тихий. Я тогда микрофон попробую поближе поставить, вот так лучше? Да, так лучше. Окей, ладно, хорошо. Так, я за катанами побежал. Так. Кстати, вы ощутили вот этот новый патч с точками? Падение или что ты имеешь в виду? Ферда вообще не набьешь. Так вот мы херачим уже 2 часа практически их. Ну, вроде как неплохо набивается. Я целом? вчера, короче, Ничего не изменилось, мне кажется. больше, раньше как бы на репласе там 16-18 фейлов на изи, то есть вчера 5, да нет, 4, по-моему, тушки на 15 зашло там 5, 6, 7 фейлов. Я бросил это за фейк, короче. Ну, триплс, конечно, не испытывали еще. Не, реплас, да, мы что-то посчитали, что... Ну, хотя на нем написано трудно заточить, но как бы он вчера заходил вообще как самолет. Не, ну такое бывает же периоды, когда он залетает в лед.
Почему-то на босс-шмотках такого периода никогда у меня не было. Да и не будет никогда. Потому что ты, когда последний раз босс-шмотку точил с нулями фейлов и подряд? Ну да, согласен. Вчера 5 файлов сделал подряд, качнулось там. Блин, нет свободы слотов, ладно. Так, слушайте, пока у нас тут пауза образовалась, нужно позвать народ в гильдию, кто занимается крафтом, кто занимается прокачкой серебра, блин, прокачкой ремесла для заработка серебра. Милости просим. Мы занимаемся примерно тем же самым, так что я думаю, что мы найдем общий язык. Как это бывает иногда на стримах, некоторых людей принимаем практически онлайн. Кстати, тоже со стрима. Да, требований по шмоткам, по онлайну, там, по уровню заточки, не знаю, по всем каким-то прочим параметрам у нас, можно сказать, отсутствует. Единственное, что сейчас отдаем предпочтение людям, которые интересуются именно прокачкой различных ремесел. То есть даже если вы новичок, но есть большое желание развиваться в этой теме и зарабатывать серебро не гриндом, а именно каким-нибудь там изготовлением, торговлей, там рыбалкой, кулинарией, то пишите, будем развиваться вместе. Есть очень большое желание собрать людей, кто был бы экспертом в каждой этой тематике и мог бы давать какие-то отдельные советы, делиться актуальной информацией, ну, естественно, внутри гильдии, то есть на паблик это ничего не пойдет. Так, точки закончились на этой ноте. Вот. Так что пишите в чате. Мой ник написан на картинке в левом нижнем углу. Так, а где тут усиление-то? Так, пока я закупаюсь, из новостей из Кореи, то что патч, который у них вышел последним, там еще выкатили, можно сказать, обнову для кораблей. То есть порезали, короче говоря, то есть наоборот добавили урон по монстрам, по-моему. Нет, между игроками. То есть они, видать, таким образом стимулируют пиратство. Вот. То есть морской контент, он все-таки будет развиваться. И вот эти вот все нововведения, которые они делают на Корее в том числе, это дело стимулирует. Поэтому если вы занимаетесь судоходством, то у вас будет некоторые преимущества. Уж тем более, если вы точите синий обвес для корабля, то вы просто будете морским волком скоро. Кстати, как у вас там с прокачкой, с строительством бригов? Что-нибудь двигается, нет? Я еще даже не начинал. Что у нас Такого, я такой, что, наверное, будет легче купить его, чем самому. Да, я только что это хотел сказать, то что там парень-то в гильдии, который сейчас бревнышками увлекается. Он уже месяц его крафтит. Он уже просто, да, мне кажется, там все проклял. Точно так же, как и я, как-то занялся этим делом. Я раньше думал, что квесты, когда там 20 дней потратил, то есть какой-то есть сертификат есть на брик, а там что оказалось? Очень много всякой разной ерунды. Да, то, что вот нужно там 20 дней бегать на выполнение квестов и собирать эти обрывки, это все фигня. То есть то, что там предстоит потом по сбору ресурсов, это просто ахтук какой-то. Ой, я нифига незаметно 200 этих купил заточек. Ну ладно, не страшно. Так, меч можно восстановить еще. Сегодня не получилось выкупить пушку Каранды. Да. Я тоже пытался.
Когда, короче, не ставлю ставки, они висят на аукционе. Когда поставил ставку, и их нет. Это вообще незаконно как-то. Ну, как-то так бывает, да. Собираю деньги, блин, не знаю. Думаю, или темляк купить себе, выбор, или Коран, пушку Коран. Вот это в растерянности. Что лучше купить? Как бы по точности на мобах на гринде я как бы не проседаю, а в уроне не знаю, как бы если поменяю я ТЕР на ну, БР, то есть улучшится мой фарм или не улучшится, непонятно. А не знаю, у тебя цель зарабатывать на гринде, что ли? Или это просто... Не, ну вот это когда мне делать нечего, иду гриню, ну, на грин, то есть как бы, Мне, когда мне я кажется, устал. если ты этим занимаешься там час-два, то особо там Ну, кстати, я заморачиваться. пробовал, кстати, фармить, только мы разговаривали, пробовал фармить, это, сейчас скажу, забыл, как называется. Утес Хаас. То есть, как бы, в среднем за час получается где-то там 4 миллиона серебра, и раз там в 15 минут выпадает дискотека. Еще там раз, Это может, в час. часто, раз в 15 минут. Это вообще хорошо. И еще раз там, может, в час, может, в два выпадает пояс, вот этот, который... Сердцевина. Да. Ну, он выпадает, ну, допустим, я качался 4 часа, выпало 2 пояса. Ну, может, это случайность, конечно, но Очень неплохо. да, я их на точки разбиваю. Хочу поймать 2 точки с одного пояса, не получается. Чисто интерес. Так, Сергей, что у нас там цель-то какая дальше по списку? Так, стоп. Ты сейчас фейлы набил? Ну, практически. Сколько надо? 16 фейлов и тыкаем маскану. 10-го, да? Да, 10-го. А 10-й же все, у нас сдулся. А, сдулся? Да. Мгм. У нас как бы Коранда еще есть. Я сейчас его выложу, чтобы он нам не мешался. Да, сразу отложи. Так, на 15 нам нужен 25 файлов, на 14 Гаранду тоже 25. На 14 Зарку, пардон. До 14 экзарку можешь не обращать внимания. Ее можешь рассматривать как для набивания фейлов. У меня 18 есть. Ну, я все так перечисляю. То есть нам нужно, чтобы точить на 13, нам нужно 20 файлов. Ну, давай набивать. Попытайся, может, 10 файлов тогда на одном. Ну, я сейчас 16 уже набил. Ну, Так, а ботиночки Талис 15, может быть, тоже начинать уже апать потихонечку? в принципе, можно. Но 16 файлов они зайдут, скорее всего. Тогда 16 что ли? Пробую тыкать. Да, попытайся 16. Так, есть 19. Так, один фейл еще надо. Мы можем попытаться пангочи 17 сбить. Это немножко перефейл, конечно, будет. Можем, не знаю, удочку попробовать тыкнуть. Давай удочку. Где она? Черт побери, перекладывать тоже надо. Так, сейчас сек. Сменю персонажей пока. Так, ну это в принципе пока что все изменения, которые были.
Давайте, может быть, обсудим какие-нибудь последние видосы по блок-десерту, которые вам запомнились или понравились. Что-нибудь интересное такое посоветуем зрителям. Видосы про то, как Близ обновят. В последнее время это как хайп такой. Ну, это, да, такая тема, знаешь, как А что этого пинать лежачего, мне кажется, то же самое. Теперь дают, кто задонатил, там дают 1,5 раза больше на новую их игру, этот Икарус онлайн. Этот. Короче, они еще мертворожденные такие игры. Локализатор такой тугой. Как бы я ждал Блесс, Блесс мне как понравилась игра, то есть как бы я ее сразу только скачал, как только она вышла. И у нее жуткая оптимизация, то есть как бы сейчас вот как в БДО там оптимизация не очень, раньше была пожестче со старым движком. А там вообще, то есть как бы, если в БДО можно было играть на средне-высоких, как бы БДО по графике намного лучше, чем Блесс, то там на самых низших еле можно было играть. То есть там проваливался в этот, как бы, ну, то есть ее сырую выпустили на рынок и хотели заработать, но у них это не получилось, вот вам результат. Теперь все гнобят, все унижают этот Блесс. Ну, теперь-то, конечно, можно, когда закрылось все. Так, удочка. Так в чем прикол, что так они взяли еще что-то все. Сказали то, что они не будут техподдержка ушла, ну, техподдержки уже нету, то есть как бы там не будет, там никто не помогает, там ни с чем по игре, ничего. Взяли все, короче, уже окончательно убрали все. Так, 20 фейлов. Угу. 20 фейлов можно попытаться карамбо тыкнуть. Давай с анимацией. Так, не зашло. Угу. Что у нас еще там есть? Xarку можно попробовать, нет? Да, вполне. Можно. 22, и немало, наверное. Ну, вообще 25 надо, конечно. Ну, Экзарки? но да. На тебе он вес висит какой-то 12. Он не прочности не имеет. Тут таких шмоток уже до хрена, на самом деле. Теперь немеренное количество печенек нужно. Так, что у нас еще? Значит, что у нас дальше есть? Есть что-нибудь еще 15, что нам надо заточить? 15 есть, ну вот Маскан. 15. Так, можно его попытаться тоже. Я думаю, если сделать 2 тыка, он зайдет. Однозначно. Ну вот. Теперь у нас 2 вещи, на которые надо по 35 фейлов. Это да. Ребят, у меня ТИР на 16 не заходит в 16 фейл. Так что незаконно как. Там шанс 50% изначально. Там, по-моему, не 50 изначально, по-моему, 25. 25, ну плюс там вот у меня сколько там процентов? Почти 50 не заходит. Это вообще незаконно. Это великий корейский рандом. Так, есть 15 фейлов. Я пока, думайте, я пока сбегаю, восстановлю Креи мечи. Угу, да. Пока планируйте, что там дальше тыкать. Я тут ничего не решаю, короче. А, то есть снял себе ответственность. Да. Если что, мы виноваты будем. Да не, на самом деле это, знаешь, как бы
Сам бы я это вообще не скоро решился бы это делать. То есть так и пообщаться можно посидеть, и видосик снять, как бы заточить вещи там какие-нибудь. А вот так одному такое количество тыкать, вот считай, так бы я сидел опять 1-2 часа тыкал, перекладывал. И то мы как бы торопимся туда-сюда побыстрее, поскорее. А если бы я это самостоятельно делал, это на 3 и больше часа бы растянулось как минимум. Видос нужно назвать любители боли или как-то так. Да, то есть вот эти вот удачные, там неудачные моменты как-то в компании, оно веселее все-таки, мне кажется. А что, классно, повод собраться, поговорить, обсудить чего-нибудь. Ну да, мы же разговаривали, просто не успел сегодня. Так, загрузил перса, все, восстанавливаем сейчас. Также 16 или нам больше теперь надо? У нас же... Да, у нас вроде как больше надо. У нас вроде на 16 ничего там не осталось. А, Маскана мы все, да? Так там, по-моему, сожгли его полностью. А, ну выходит, что нам теперь 20, чтобы тыкнуть раз Каранду, и потом сразу там 30, чтобы на 17, да, точить? На 17 вообще идеально 35, ну где-то 32 минимум. 30-32. Так, а на чем бы нам столько? Ну, получается, шмотки сбивать 16, 17, там, 18. 16 сбивай, потом вот до 25, наверное, 16, потом 17 сбиваешь, 30 файлов получается, пробуешь ты. У тебя там на каком-то же были еще фейлы, помнишь? Да, вот сейчас покажу. 19 фейлов вот есть на одном, на основе есть 34. Кстати, может быть... Вот, можно попытаться ткнуть. уже ткнуть. Да. Сейчас я этот восстановлю и попробуем. Я бы даже 2 попытки, наверное, этого древней сделал. Есть большой шанс, что зайдет на 17. Также можно собраться, накупить дискотеки, пойти пофармить печеньки. Ну, это как-нибудь на следующем стриме. На 17 Сергей пишет, на 17 хватит и 25 фейлов. Но что-то мне кажется маловато для Это класс-шмотки. маловато. Так, еще раз. 34 фейла. А 34 фейла для 17 это немного? Нет, в принципе. Это На немного. 18 точно там с 35, с 30 там. Ну, вообще на 18 желательно с 44. Я Ливер оточил с 32 на 18 когда-то. Ну, здесь рандом. Да, тут можно и с одного без этого. Я вот недавно бродил, сбивал точно так же. Ну, набивал проки, но с 16 фейл бродил на 18 точно. В общем, да, вот эта тема заточки, она такая достаточно резонансная, и люди, у каждого человека свое мнение, короче говоря. Поэтому я почти уверен, что в комментариях, вот особенно кто не досмотрит до этого места, будут оставлять и всякий негатив, и прочие моменты, типа, днище точится, ха-ха-ха, не умеет ни хрена, надо было тыкать там вот так и вот так. Не, ну у кого он бывает заходит и там, с 25 файлом на 17, на 18, с 30 заходит, а у кого бывает из 50 не заходит. Да, тут надо просто сказать, что вот этот стрим это не то, как нужно точиться, а просто, по сути, ну реально мы сидим, общаемся и под это дело пытаемся пропихнуть пару шмоток по заточке. Поэтому не нужно это воспринимать так серьезно. Не, конечно, это нужно посмотреть, типа, просто решить для себя, подходит это лично вам, такой метод заточки или нет. Да. Ну, как бы, тоже, я видел видос, смотрел, с 90 файлов на 20 затачивает, то есть, ну, хотя это мало. Мало, обычно 120 надо и больше. Да. О, канале на 17 затащил. Да. Да, это нормально уже. О, отлично. Да, вот как-то так. Так, ну все, на этом персе мы сбили.
Фейлы. Возвращаемся обратно. Ой, не на того сейчас перешел, по-моему. До 19, на котором перешел. Вот еще один человек присоединяется к комментарию выше с 25 на 17 лучше точить. Я, кстати, так точил было одно время, и у меня, как правило, со второго тыка только на 17 заходило. То есть он получается, сколько? 20, даже не 25, 27 у меня фейл было. 27 плюс 3 тыка 30, и вот с 30 заходило. Но если с одного тыка, допустим, с 30 тыкать, не факт, что зайдет. Ну, тут тоже ж рандом. Кому-то повезло, кому-то нет. Это тут ужасный рандом. Как бы шанс есть с нулями фейла заточить. Конечно. Всего. То есть, а тебе ли выпадет этот шанс, или какому-то Ивану там, да? То есть, вот в чем разница. Да. Вот можно взять какие-то там две шмотки одинаковые, да, одинаковое количество фейлов, у кого на первое зайдет. Так сделать 10 попыток, 20, да? И посмотреть, то есть, кому везет, кому нет. Сергей уверяет в чате, что к босс-шмоту это тоже относится. Так, ладно. Так, нам нужно набить тогда уже 20 плюс, да? Уже на текущих шмотках. Секунду, АФК. Может быть, может везло. У меня с 25 фейлов с первого раза никогда не заходил на 17. Так, ладно. Тогда мы будем сейчас тыкать вот эти 16 шмотки, да? Набивать на них. Так получается, что ли? Ну да, получается. Нам сейчас масканчик надо на 17 загонять. И что там у нас еще? Древень на 18. Э. Слушай, на 20 сейчас можно этого коранду снова тыкнуть. Да, кстати, что-то мы о ней забыли. Угу. Как-то да, позабылось. Так, 18. Вот. 21. Так, коранду, да, тыкаем? Так, да. Блин, у меня такое чувство, что вот перезапускаешь стрим, почти мгновенно идет. То есть синхронно. Мгм. И вот несколько минут проходит, он сильнее и сильнее отстает. Так, да не, по идее, как что, время будет что ли растягиваться? Как это может быть? Вот не знаю. Так, вижу, не зашло, да? Наверное, Пенгочи надо сбивать. Или Талис. Да. Можешь еще удочку попытаться спнуть. 27. Ну да, попробуем. Не, стоп, 27 уже все, не надо. Что тыкать? Эти шмотки? По маскану? Так, ну, можно попытаться маскану, да. Ну давай попытаемся. В принципе, у него есть шанс зайти с таких фейдов. Ну вот, если еще раз тыкнешь, должен зайти. Ну вот, пожалуйста. Вот у меня тоже так всегда. Ну клево, что клево. Так, ну, как обычно, да, продолжаем разговор. Да? Я думаю, что может попытаться побольше набить фейлов, 16 хотя бы. На На катанах. что? На катанах. Не, можно попытаться, даже и до 20 попытаться дойти. То есть как бы 10 на одной катане и 10 на другой.
Ну да, попробуем. Мы остановились на видосах, которые последние ты какие-нибудь интересные видел по БДО. Что-нибудь тебе, блин, скотина заточилась. Что-нибудь тебе попадалось такое? Вот если честно, уже давно не попадалось ничего такого вот именно из видео стоящего. Сейчас все на стримы переключились. Угу. Вот, кстати, надо будет еще достать, не забыть камушки попытаться. С одной из 15-х пушек. Да, давай мы ее прямо сейчас, наверное, сломаем. Потому что камни летят только так. В гильдии тоже он сопереживает нашей заточки. Так. Извлечение. Черный камень. Многострадальную катану попробуем сломать. Так, было 158. Станет 186. Это у нас... Сейчас посчитаем. 28 штучек всего. Так, не то чтобы много, но и немало. Бывало и на старой системе такое. Я вот думаю, наверное, еще одну катану, да, начинать точить. Да, лучше с запасом. Потому что это сейчас опять зайдет с 3 фейлов и опять бежать на аукцион как-то вообще не айс. Ладно, точись, я пока отскочу покурить. Давай. Так, ну вот пока остался я один. Давайте в комментариях что-нибудь пока обсудим. Так, пока я восстанавливаю и набиваю новые файлы. Что еще вам рассказать? Рассказать. Из последних видосов, например, у Нитрича были достаточно такие, не то чтобы занимательные, но в принципе посмотреть видосики можно, как он брал интервью у человека, который Ограна 5 заточил. Вот, если вы не видели, то можете одним глазком глянуть. И следующий видос у него был, как, по-моему, там какую-то сережку, что ли, точили тоже на 5. Вроде считается, что это первый на сервере, на ру сервере имеется в виду. Вот, так что можно порадоваться за людей. Посмотреть, со скольки файлов они это сделали. Вот. Может быть, кстати, из тех, кто сейчас смотрит онлайн или потом будет смотреть записи, посоветуйте тоже каких-нибудь авторов, кто снимает классные видосы по БДО. Потому что как-то, да, действительно, большей части сейчас все перешли на стримы, а стримы смотреть не всегда есть возможность. Ну и не всегда они, естественно, такие интересные, как хотелось бы, потому что там 3, 4, 5 часов человек фармит или занимается там непонятно чем. Как и я сейчас, например. Так, 17 фейлов. Блин, надо было 15 шмотки уже тыкать, наверное. Постепенно их загонять. Каранда.
Многострадально. Осталось 3 тыка у Каранды. И с анимацией теперь. Ой, слава богу. Да неужели мы это сделали? Счастье, блин, небесное. Поехали дальше. Так. Ай, надо было остановиться. Да ничего. Кстати, надо шмотки иногда менять. Что-то есть такое мнение, что вроде как это помогает. Да что ж ты будешь делать-то? Какого хрена ты так точишься-то? Попробуем вот так вот. Так, установим немножко. Максимальная прочность. Поехали. Продолжаем разговор. Так, где ты тут у нас? 13, поехали. Так, я снова тут. Как успехи? Зашла на 13 Каранда. Отлично, поздравляю. Да, спасибо. Я теперь пытаюсь набить заново фейл. Эта скотина заходит только так. Ну, значит, такая период пошел. Да. Ну, сейчас надо уже 25 файлов на 14. Да, вот пытаюсь. Так. Меч 15 уже. Так, ну проще катану восстановить, наверное, тогда. Да, восстанови. Так, ну ладно, на тему БДО ничего не нашлось обсудить. По сериальчикам, что, какие новости? Что сейчас смотришь? Или не смотришь сериалы? Сериальчики как бы пока нет, ничего нету. Мой самый любимый это был сериал, недавно пересматривал, «Звездные врата Вселенная». Но вы его так и не досняли. Что-то я вообще как-то прошел мимо него. Это типа Star Wars? Что-то такое или что? Не, это не «Звездные войны», был такой фильм когда-то давным-давно «Звездные врата». Помнишь? Звездные врата, да, помню. Угу. Классный фильм был. Вот, по нему несколько сериалов сняли. Там «Звездные врата Атлантида» был, помню, еще какой-то был, как бы. Но вот именно «Звездные врата Вселенная», там он отдельно идет, он скорее в стиле именно sci-fi, уже ближе к «Звездный крейсер Галактика», вот такому. И он сильно не похож на предыдущие сериалы. Ну да, вот эти вот части сериала, то, что были. И вот мне предыдущие не зашли, а этот очень что-то зашел. Если не видел, советую глянуть. Такой урок у меня не прокачан на Я персиану. как раз попал на обсуждение сериала. Кстати, тоже ищу какой-то сериал, который можно посмотреть. А я вот смотрю, как правило, какие-нибудь простые, те же, например, какие-нибудь детективчики. Вот сейчас смотрел «Элементарно». Ну, это классный сериал. Да, у него «Черный 20-я список» мне серия да. вчера только вышла. «Черный список» мне нравится. Там, «Элементарно», «Шерлок» нравятся такие сериалы. Угу. Да, Шерлок это можно, блин, рассматривать как вообще отдельный фильм, мне кажется. Там, потому что он идет больше часа, одна серия. Ну, мне это, Бенедикт нравится как актер, он вообще крутой очень. Вот что касается Бенедикта, он снимался в фильме... Игра в имитацию. А? Игра в имитацию. Да, где про Стартрек. Энигму-то. Да, так, очень классно. Я только что его пересматривал, кстати, вот 40 минут назад. Да, там такая как бы фишка мне понравилась, то, что он вроде как там голубого играет, но при этом фильм снят без всяких там поцелуев, вот этих ласк, которые сейчас так любят показывать американские фильмы.
Это сейчас все сериалы про геев, про эту штуку. Ну, прям вообще, я некоторые прям заканчивал смотреть из-за этого. Невозможно просто. Какая-то мода странная пошла вообще. Политкорректность. Да Ну, охренеть вообще. сериал еще есть, вот это «Как избежать наказания за убийство». Вроде сериал неплохой, но там одни геи, там вот эти одни педики. Вообще даже противно смотреть, как бы сама задумка, сам сюжет очень классный, сериал мне очень нравится. А вот из-за этих вот этих эдиков, Ну, до этого были темнокожие, тема главная. Показать, что они политкорректны. Сейчас уже дошли дальше. да не, ну я вообще я не понимаю, как это так. Ну, я вот тоже. На Кстати, костер, знаешь, собрать до стены, там, не знаю. я как-то, наверное, год назад смотрел сериальчик, по-моему, «Спартак», что ли, или что-то А, такое. тоже, да. И вот они там, типа, попытались изобразить вот эту вот тему Древнего Рима, там все дела, и вот эти оргии в том числе. Вот реально, когда я там смотрел несколько серий, сложилось впечатление, что его снимали режиссеры фильмов для взрослых, потому что они там настолько к этому подошли, как бы профессионально, так скажем, что реально, как бы это не просто сериал, а как-то там уже как порнуху можно это рассматривать. Ну, как эротику, как минимум. Да, ну вот эти «Игры престолов», там вот я там 2 серии посмотрел, и в одной серии там только и знаю, что занимаются сексом. А это завлекалово было такое, да, было такое. И мне аж тошно смотреть это все, то есть как бы, ну, я не рассматриваю то, что дети там смотрят, там, ну, еще рекламируют так вот классный сериал, там и все остальное. Ну, к чему? А потом ваши же дети друг друга в этот порят. Классно, мы с обсуждения сериалов дошли до темы детей. Не, ну а дети же это смотрят, ну как бы, ну. Ладно, мы там взрослые смотрим такие сериалы, не то мы это понимаем, что это плохо, да. Они сейчас насмотрятся, это, ребята, вот история жизни. Работал раньше. Ты помнишь, что мы на стриме сейчас? Да, ну пусть это поучительная история. Не, просто ты там про конкретных же людей будешь говорить, я так Ну, понял. я не буду называть их имена, там, фамилии. Вот, был случай, как бы работал раньше как провайдером, то ли там беспроводного движения интернета, ну, как дилером, в общем. И как бы, ну, параллельно там настраивал компьютер людям, тут такое. И приносит мне ноутбук. Ну, мама с сыном, да, сын там лет 16-15. Я сижу с товарищем на работе, как бы, там, делать нечего, думаю, ну, настроим ноутбук, пока время есть, там, как бы, ну. И товарищ говорит, давай историю посмотрим в браузере, давай. Парни, гей-порно, вот это хентай, гей-порно, там, короче, мы думаем, ну ладно, может там какая-то реклама там или что-то такое, там, ну вот, ну, прорахтали одну страничку истории, вторая, третья, пятая, то же самое. Ну да, Я это вот- жесть, конечно. Ну так видишь, сериал здесь этих детей уже ничему новому не научит. Ну это Когда прикольно. есть интернет, Придет утром, скажет, мама, сюрприз. Это Сережа, он будет жить с нами там, или как это Женя. Ну, Я примерно, да, к этому вел. и папа такой с порога с ружьем, ну на в грудину. Ну, я просто не, ну, вообще как. Дети это смотрят, то ли это нравится. Слушайте, что-то заточка, то ли мы устали, то ли что, просто катаны стали точиться прям охренеть как. Я уже 3-ю или 4-ю загоняю. ну да, что сильно заходит. Прям, Вот так вчера реплас, короче, шел. прям вообще на ура, можно сказать. Ну видишь, оно период. До этого нормально фейлы набивались. Проблем таких не было. Так, я, наверное, сейчас восстановлю прочность и, может быть, на другого перса перейти, все равно же везде по нулям. Ну да, давай так пытаемся. Просто, ну реально, как бы что-то прям... А еще смотрел, ребят, то есть как по заточке там, то есть там что-то может там, что-то не новое, но как бы там вот смотрел, заточите больше мото, делайте упор на одну вещь, то есть точите вы сегодня каранду, точите каранду, то есть все печеньки, все точки, все файлы в каранду сливаете.
Если точить так, то, короче, ничего, вот как ты говоришь, Саша, у тебя там много всего там поточено, нету прочки, так оно все и останется. Да, вполне возможно, да. Это я позавчера где-то видюху смотрел на работе. Он рассказывает, вот точите вы там маскана, точите маскана, точите вы пхега, точите пхега, там, если там точите кзарку, то есть не надо там, просто вы так потратите кучу прочности и так ничего не заточите. Не, на самом деле оно да, действительно так. Но там есть места, где нужно будет его и 6 раз подряд тыкать. Ну, зато ты И будешь целенаправленно к чему-то идти. То есть, если у тебя цель 18 там каранда, да, то есть ты идешь к каранде 18. То есть, не, это понятно. Ну, там вот бывают моменты, я, допустим, как точу, я тоже по одной вещи точу. Но вот у меня есть момент перехода, допустим, по-моему, из 10 на 11 или с 11 на 12, когда очень плохо идет. Там я позволяю 6 фейлов делать. Если седьмой фейл получается фейл, то я уже как бы откладываю назад. И, ну, как правило, на следующий день уже там с 2 тыков оно затачивается и есть идет такое. дальше. А если человек азартный, то это вообще я И до точишь из нуля. себя еще при этом, да? До нуля, короче. Вообще просто. Мне с этим проще. Я на кач не хожу, я могу хоть до нуля прочку сливать. Ну, Не, если ну, любой надо скачет. ходить. Так, короче, мы совсем забыли, что на одном из персов 19 фейлов есть. И вот я его сейчас включил. Нам нужно его добить до 25. А Каранду будем еще тыкать? Ну, с 25 ее тыкать надо. Вот сейчас, кстати, тот второй перепад получается с 13 на 14. Да, это 13-14, 14-15, это самые такие, и еще 12-13, это самые такие точки, которые не точатся ни хрена. Ну, у меня с 14 на 15 всегда. Я легко просто заходило. думаю, на чем сейчас набить эти оставшиеся фейлы. На 16-х этих конечностях каких-то. 16 тыкнуть и 17 есть что-нибудь вскочить? Да, есть. Ну вот один тык на 16 и один на 17. И можно будет уже коронку тыкать. Сейчас для Каранды пару точек. А никто не знает, какие у Куранды скрытые характеристики, параметры. То есть, кажется, будешь шмотки есть какие-то там. Вот честно не знаю. Вроде говорят, что Да. меткость. Но это, знаешь, сейчас рассуждать об Ну, этом, мне ну, кажется, вроде бессмысленно. Мне кажется, что не будет у него меткости, потому что в Зарке меткость, в Хеге меткость. Так, вот 22 я сделал. Так, вот сейчас 17 бы расточить и 25 получишь. А, не, 26 даже. 26, да. Сейчас 26 Каранду? Да. 2 попытки. Никто там ничего не слышал по поводу того, что на Корее подняли красного носа Красный. доспех. Ну, я такого не слышал. Что там, вот я недавно стрим какой-то смотрел, там говорят, типа не продавался, ну, оставил себе носы, потому что его апнули. И теперь он хороший. То есть не такой бесполезный. Он да и до этого не бесполезный, но Так. Не, ну я не знаю, а смысл его апать, если есть древень. То есть сравнивать его с древним, так смысла нету. Если он чуть хуже будет, то все равно будет все на древний равняться. Так, Не знаю. что сбивать дальше? Так, а что у нас есть такого? А допки у тебя есть там что-нибудь? Можем на 17... А, что у тебя там? Блин, у меня YouTube сегодня как-то плохо себя ведет. ну, подлагивать Шлепаю его. Или подлагивать и надо было. Так, мы можем удочку тыкнуть на 9, например. Да, давай удочку попытаемся. И что-то дальше думать надо. Нам теперь 30, да, надо перевалить?
Да. Желательно ближе к 35. О, блин, это сложно будет уже. 29. Так, сейчас я удочку восстановлю. Ага, хрен я восстановлю. Тут слотов нет. Или переложить пока что. Блин, тут не получится переложить. Забил все этими костюмами. Так. Че, сбить тогда, что ли, придется что-нибудь? Блин, а что сбивать-то? Так, на основе есть еще 8-я удочка. Сейчас, погоди-ка. Мы подошли к рубежу, который вот случается при заточке. При каждой заточке буквально. Да, самая такая неприятная. Это сейчас мы, если тыкнем... Блин, даже думать это у меня охота, что если неудачно будет. Андрей? Вообще просто... Вообще по-хорошему там 44 фейла надо. Ну это, конечно, не знаю, на чем можно набить. По-моему, не на чем. Знаешь что, мы можем... Вообще-то тратить сейчас эти фейлы вообще смысла нету, да? Конечно, они так тяжело достаются. Ну да. Сейчас я просто костюмы переложу, чтобы они не мешались. Не, на костюм можешь на троечку какой-то загнать. Попробовать. Да, Все фейлы. до костюмов мы еще доберемся потом как-нибудь. Сейчас уже как бы развелись, надо сделать. Цель Каранда 18, потом вперед. Поплавок. Да, блин, Каранда, видишь, что-то, короче, уперлась Каранда. Вы говорили там на 16 не точится, ребят. 18 фейлов и на 16 не заходит триггер даже. Это вообще... Да, на 16 может из 18 фейлов зайти. Там шанс Нет, высокий. не заходит. Ну, так обычно 15, там 13, 15, 16 фейлов и заходит, а тут не заходит уже сколько раз. Не, Каранда же на 13 зашла все-таки. Да, нам сейчас на 14 надо. Ее, кстати, восстановить сейчас надо еще. Можно восстановить, попытаться ее еще несколько раз тыкнуть. Кстати, да, давай. Угу, хорошая идея. Что вот это вот с 13 на 14, он обычно много фейлов и требует. Ну, несколько точек подряд. Больше двух. Да, давай. Сейчас мы сделаем это дело. Уже вот наступает период, когда начинается уже такой этот нездоровая заточка. Вот, главное сейчас не сорваться где-нибудь. А то мы уже близки, я чувствую, к этому. Херачит все подряд. Все, 30 слетела удочка. Так, 30 сделали. Ну что, давай Каранду восстановим. Попытаемся тыкнуть. Еще два разика. Будет 32, да, и ты хочешь на 18 уже что-то тыкать. Да, я правильно понял? Ну это, конечно, маловато. Я бы что-нибудь 18 ненужное расточил бы. Ну, сейчас А посмотрим. после этого бы тыкнул, конечно. Есть что-нибудь ненужное 18? Да, сейчас найдем. Печенечки потекли. Утекают печеньки. Сегодня на стриме Что этот... делать? На стриме видел. Для демонстрации, ну вот этой вот новой фишки, что внизу полоска показывает прочность. Взяли обычную зеленку и начали показывать печеньками там восстановление.
И там печенек, наверное, 8. Так, тык-тык-тык-тык, объясняет и тыкает. У меня аж на сердце в пятки ушло. Ну да. Ну это знаешь, кто стоит там по 5 часов на споте, у него там дискотеки сыпятся, ему как Ну, бы, да. да, пофигу, что там 8. Подумай, Ну, это понятно. он их там сделает в этот же день снова. Еще больше даже. Ну, так попусту тратить печеньки, они не так уж и легко достаются. Вот я смотрел, маньяк, который вареник, он фармит в час где-то 10-12 кусков дискотек. Ни хрена. Ну у него там дикий урон, потому что он там носится как бешеный. Так, не зашло. Ладно. Давай что-нибудь 18 искать. На расточку. Только чего не жалко. Угу. На крайняк можно 17, но может и зайти. Слушай, а что у меня осталось-то? Древень. Древень, ты, конечно, 17 зайдет, будет там. Я почему-то Нет, думал, что у меня... Куда мой тарит-то сделался? Ну, 19 это слишком круто. Ну, вот шлем есть. Таритус 18. можно его растащить, а после этого уже попытаться древень открыть. Если не зайдет, значит фейлы мы эти оставляем на следующую попытку. И уже будем восстанавливать на 18 этот древний. Сейчас, да, более такой нудно идет. Угу. Уже по одной там, тудым-сюдым. Да. Ха-ха-ха. Перса на перса надо часто кидать много. Все, готово. Ну вот, теперь можно пытаться. Я вот думаю, с Маскана может начать или с древней все-таки. А что нужнее? Так, ну вообще... Да что-то хрен его знает. Я в носе сейчас в 18 бегаю, а Таритус у меня ноги 19 вообще. Поэтому они как бы равнозначные, можно сказать. Ну давай с древней начнем. Или с Маскана. Не, ну когда без разницы, смотри сам. Что Сейчас ты? Масканом сделал. Давай Хочется Маскана. Маскана. Я надеюсь, вы это видите уже. О, теперь видим. Ну теперь древняя тыкай. Пошла самая веселуха под конец. Ну это да. Экстрим. Ну, понеслось. Пошла жара, да? Да. О, поздравляю. Да, спасибо, зашло дело. Зашло. Теперь можно отложить его в сторонку. Зато у нас есть теперь с чего сбивать. С носа ты имеешь в виду? Да. Не, с древнего. Да что ты? Ну, вообще, Так, сейчас всякий хлам выгрузим и набиваем файлы заново, да? Да. Сейчас нужно будет восстановить масканчиком. Можно, в принципе, с 27 на 2 тыка попытаться сделать. Как в прошлый раз. Ну да, кстати, надо восстановить. Кстати, да, правильно замечено. Вот смотри, у меня еще удочки. Давай вот эти удочки попробуем протыкать, типа поплавок для фейлов. Угу, давай. Сейчас всякий хлам. Удочки я не точил просто, поэтому не знаю, со скольки они заходят. По-разному. Тут, кстати, образовалось то, что у меня еще 2 пояса Василиска, может быть, под конец
Если терпения хватит, их еще точнем. Ну, посмотрим. Пока загадывать не будем. Только это не с тебя, надеюсь, лишнее. Пояс. Я сейчас в этом бегаю. В Огре. Поэтому лишнее, можно сказать. Так пояс, это жрел. Ой, не жрел, как пояс. Ну, Огр это жрелка, а пояс это пояс. А, значит, да, это с меня, значит. Мгм. Тогда не надо. Так, ну ладно, что-то я отвлекся. Значит, ты не рисковый парень. Я Не. с точкой. Не, когда уставший, лучше такого не делать. Да, вот я вот уже чувствую, что оно подкрадывается. А, кстати, что вам выпало с этих, с ивента вот этого, ну, то, что каждый день заходить надо? Мусор всякий. Ивент. Нет, потому что Огр там вот это давалось, как бы там вот это А, сумма. Ну вот мне А. как раз вот это и выпало то, что мы заточили раньше. Сундук меня- аксессуаров только что дали вчера или когда. у меня тундра, сережка. Мне Василиск выпал. У меня с двух предыдущих эти падали огры. Мне ни одного Огра еще не выпал. Так, 16 фейлов. Так, попробуем поплавок, может быть, тыкнуть. Давай. 17, удочка. Блин, надеюсь, она не заточится сейчас. Не заточилась. Отлично. Так. 16, да, шмотки теперь мы тыкаем? Так, Камни положить надо. сколько фейлов у нас? 17. Так, ну да, получается 16. Только не Москва. Угу. Ткни что-нибудь, чтобы набить. Ну вот есть ботинки, есть щит. Ботинки Талис имеется в виду. Наверное, щит лучше будет. Меньше шансов зайти. Да, он золотой еще вроде как. Блин, не те камни положил. Слушай, Ну, как оружие. мне считается. Каранду, кажется, забыли тыкнуть, нет? А ее с 25 фейлов. Окей. User joined your channel. О, еще гости. Здорово. Привет. Пополняется компания постепенно. Да я так, минуток на 10 заскочить. ГЦ, кстати, с древним, с 18-м. Да, спасибо. Принимаем поздравления. Блин, как Гоча заточился. Плохо. Угу. Ну ладно, будет на будущее. Че, Илюх, у тебя как успехи с заточкой? Да, ничего хорошего. Все стабильно. Да, 112 фейлов для 19 каранд, это пока что. Нормально. Точи ремесленника на 4. Или на 5. Не, каранду заточу, вот потом, да. Это тоже даже много на 19-ю. Это уже ближе к 20. Нормально. И 112 уже сделал. И ямщик ты гонишь? 124 будет фейл, а я бы на твоем месте оставил уже на 20. Да я понимаю, ну, хочу топить до финального, конечно, но блин, 120 уже, плюс если будет, значит ставлю. Значит, вообще не идет. Рисковый ты парень. Последнюю неделю смотрю на воин Каранда вообще на 19 тыкают и не входит. Так, я тут дошел до 19. Сейчас подожду вас. Дальше будем тыкать. Так, вижу.
Так, что у нас еще есть такого? Удочек больше в запасе нету, да? Все, да. Нам нужно где-то ближе к 25 фейлам. Ну, у меня с 28 не зашел Маскан. Вообще опять. Короче, это день какой-то фейл. Хрена Грандмастер 9. Вот это молодец, чувак. У нас в гильдии. Смотри, а если сейчас тыкнуть, например, Таритас 17 сбить, а потом щит 17 сбить. Ну, можно так. А, нет, по идее, сейчас смотри, нужно Таритас сбить голову, потом Каранду тыкнуть, и потом, или дотыкать ее до 25, например. Да, давай так, давай собьем голову, потом корону будем тыкать. Может, чуть меньшего числа фейлов зайдет. Да, может еще пару раз попытаться Давай. тыкнуть. Не помогло. Так, Ну, ну, теперь тыкай Маскану на 17. только хотел сказать. Еще раз. Угу, сейчас переложу точки. Мгм. Если тыкнуть еще раз, то у нас останется только... А, по сути не останется, потому что там, по-моему, 5 печенек осталось. Не хватит уже Маскана восстановить. Понятно. Ну, у нас, по сути, больше точить. Есть что точить? Вижу только. Можно кольцо Да. на 2 загнать, попробовать. Не, это уже экстрим. Это уже агония, да, начинается? Да. Мгм. Я тоже так думаю. Не, ну можно Маскан ткнуть. У нас вроде... Уже особо торопиться нам некуда, да? Да. Так что да, как-то так вот. Тыкай, загоняй, если не получится, то тогда оставляй фейлы. И все, оставляй. Мгм. Ну что, какие предложения? Что-то все притихли. Если из печеньки дотачивай Каранду и все. Или на другом персонаже 5 набивай. печенек осталось только. Значит, восстанови коранду по полной. И этот, я предлагаю где-то до 23 фейлов набить и попытаться тыков 6 подряд сделать. Давай попробуем. Я думаю, что это уже какой-то финальный забег, да, у нас получается. Да, да. Сейчас уже как бы Что там, Карен, насколько? 13. О, кстати, Илюх, что там последний из видосов-то у тебя? Планируется что-нибудь к выходу или как? Последний видос сегодня вышел. Ну, я показывал этих новых забавных зверей, которых стрелять из мушкета.
А, Ну, оленя и кабана, блин. мгм. Приколюха от геймлэба. Ну, кстати, приколюха-то такая весьма забавная. Я вчера убил порядка 40 животных и залутал 2.16 на бронь. Сколько времени это заняло? Минут, наверное, 20-25, может быть. Ну, такой, знаешь, кач охоты относительно печальный. За кабана где-то в среднем процент, даже может быть чуть меньше. То есть 2 кабана, 1% на профи ученик 9 охоты. Вот, а оленей тех больше надо вообще. Ну, какое-то разнообразие, там не крокодилов тех ловить. Ну да. Ну, новичкам отлично качаться там. То есть там еще и попутное мясо падает. Ну, клево, чё. А у тебя какой сейчас уровень уже этой охоты? Ученик 9, 88%. И сколько ты качнул на этих оленях? За вчера? Мгм. Ну, где-то процентов в районе 25. Одного уровня, да? Да, да, да. Я говорю, они там по процентику, да, вообще. А олени вообще эти 3-4 оленя белые, 1%. Понятно. Что там по лошадкам, какие новости? Да ничего, так, я особо не занимаюсь разведением. Ты уже Да, подготовил с базу, да? Фигасу, да, готова лошадка. М, Ну, это как раз это нужно 2/8, да, или как? 1/8 нужна. Там еще единорог будет, или как-то там. Не, я Пегаса был единорогом. Не хочу. Пегас с топовыми скиллами, ну, чтобы лошадь 8 грейда была. Именно. Можно из нее Пегаса сделать. Ну, там Ну, тоже лошадь шанс или конь? 50-50. М? Лошадь или конь нужен, или как? Да, без разницы. Главное, чтобы скиллы были нужные. А, там еще скиллы все нужны, да, вот эти. Да, там, конечно же, есть отображение золотой иконки. Вот там показывают, какие скиллы нужны для 8 грейда, чтобы он стал рысаком. Рысака вот как раз таки можно потом на Пегаса. Ну, преимущества и таких пегасов. Преимущество? Быстро ездить, быстрее скакать. Ну, скакать, тут скакать зависит от твоей базовой скорости. Суть Пегаса в том, что он может парировать достаточно далекие расстояния. Я думаю, очень удобно во время сна. Когда ты, блин, на какой-нибудь горе, и тебе нужно спуститься, не знаю куда. Ты так прыгнул и вниз спарировал. Ты есть простой способ прыгнуть, спарировал в деревья. Да, спрыгнул, лошадь потерял, побежал пешком дальше. Да, Зачем это платить способ. больше просто? Знаю, это способ, да. Неоднократно насадок лошадок убивал. Ну, понятно. А то, что вот сейчас на аукцион выкладывают лошади там по 100 миллионов, всякое такое, это люди, наверное, скидывают лишних, да, которые там, Да, которые бесполезны. получается, их не стоит, что ли, покупать? Ну, если на аукцион летит 8, она стоит 160 миллионов, значит стоит присмотреться. Там по иконке все видно. Серебряная или золотая. Просто Если Если- золотая... Ну да, говори. даже смотри, если золотая полетит лошадка, ну иконка золотая, это не значит, что стоит ее вообще брать. Смотреть нужно на цену. Чем дороже, тем значит больше у нее скиллов и меньше скиллов в пуле, то есть наролить можно будет не хватающие скиллы лучше, быстрее, точнее. Не, ну скиллы лишние можно и поудалять за те же мили, без всякого доната. А если на 30 уровне, ты ничего не удалишь. Не, ну если 30-го, то да. А выставляет папу 30 уровня. Не Ну, прокачанных лошадок не выставляют. Все, что летит на аукционы, летит в основном такой шлак и хлам всякий. Не, ну если человеку, допустим,
Если будет золотой, то это рисак. И если он будет даже вот 30-го левела, если человеку просто нужен не пегас там какой-то, не бог знает что, а просто лошадь под, грубо говоря, под жопу, чтобы ездить, Мгм. то можно такую покупать, почему нет? Конечно, можно. Не вопрос, да. Интересно, Пегас будет стоить, наверное, миллиарда полтора. 3 миллиарда. О, прикольно. Совсем дешевый, да? Мгм. Вот у меня конь седьмого грейда и конь еще один седьмой. Это мне надо лошадь седьмого, чтобы вывести восьмого хотя бы, да? Или как? Это все выводится. Там полно рандом. Ты можешь скрестить 2 семерки и получить при этом шестерку. Или мог пятерку и семерку получить. Восьмерку. Получишь 5,7, будешь скрещивать 5 и 7, получишь шестерку. Или пятерку. А если 6 и 7, то возможно восьмерку получить. Возможно, восьмерка. Да. Так, слушайте, я уже что-то начинаю подтупливать. Уже как-то самостоятельно тут топлю. Так, нужно сколько? 22 фейла. И будем карнигл тыкать. Даст 2, даст 3 фейла. 17 может спей. Хотя подожди. А все, уже поздно. 16. Где эта странная коранда? Ну все, жду вас. Так, сейчас. Вижу, поставил. Ну, давай, пытайся. Я бы раз 6 тыкнул подряд. Да, тут уже как бы, да, терять нечего. Можно до 30 спокойно набивать. Только переключай режим с анимацией без анимации. Угу. Это как в линейке, ты через закрывай глаза, нажимай усилить, закрывай глаза, выключай монитор и уходи. Да. Да. Там же не было такого прочности, там пушка пропадала просто. Так, надеюсь, вы уже скоро это увидите. О, поздравляю. Да, спасибо, мы долго к этому шли. Так, ну что, на 15... тут осталось... Так, не знаю, если дотопить ее немножко, до нуля, например, будем спускать? До нуля ты ее не спустишь. Ну, до 20, да, до 20 я это имел в виду. Ну, 25 файлов надо сейчас. Опять-таки. Если на 15 сейчас зайдет быстро, то уже на 16 можно будет загнать. Это не так сложно. Сейчас пойду камни покупать еще. Камни закончились. Затраты на самом деле не такие большие для того масштаба, который мы проточили за сегодня. Ну, ты ж подумай, сколько, допустим, ты тратишь на восстановление, и сколько ты шмоток спустил, и сколько нужно тебе восстановить будет. Ну да, прочку мы, конечно, знатно посливали. У всех, каких можно только. Но, как бы... Ну, просто точка одной шмотки где-то обходится, примерно лямов 300. Вот у 16-18. Плюс-минус вот так. Ух, ни хрена, 18 миллионов. Что-то как-то жалко мне 18 миллионов. Товар уже продан. Не один я такой, похоже, здесь умелец. 1,6 миллиарда свой разменял.
Все. Знаешь, как деньги разменяешь какую-то купюру, все потратил. Да. Все, теперь нет у меня 1,6. Илюх, ты еще тут? А? Да, здесь, конечно. Че у тебя сколько там сейчас капитал-то? Да пока это, не особо весело. Я пока перерабатываю. Готовлю сейчас продам. Кое-что. Ну, наверное, выровняю ближе полмиллиарда. А на что ты так потратился-то? Серьги из красного коралла. Третий. Заточил? Нет, купал. М. Ну, слушай, неплохое приобретение. Это очень хорошо даже. Ты по ставке или как? Нет, ручками через торг. Ну, они часто висят, их много было в одно время. Вот один день вообще их выставляли там миллион. Да. Можно было купить. Так, что-то я уже маленько подзапутался. У нас сейчас там 16 фейлов. Нам нужно одну 16, да, шмотку? Одну 17 какую-то сбить. Да. Ага, при этом у нас 17 не осталось. Ну как, деревень есть 18. Ага, это что-то как-то совсем кучеряво. Ну вот, кстати, на Кзарке, мне кажется, можно набить спокойно оставшиеся фейлы. Кстати, да. Надо сейчас сзади вот смотри еще. А, Просто, наверное, когда начинаешь точить босс-сет, то надо брать с собой печенье 800-900 и точить, просто садиться и точить. Тут даже не столько в печеньках дело, сколько надо запасаться вот всяким 16-17 шмотом делать. Да, я вот просто, что-то мы протупили, нужно было 15 все загонять. То есть мы потратили бы точки, но как бы зато сейчас бы база была какая-то. А, ну знаешь, когда точишь там по одной шмотке, когда собираешь точить много, ты там продал все шмотки такие 16, 17, 18, которые позаходили. А потом, когда накинулся, там, ну, точить надо, а у тебя ж ничего нету. Ты все продал, ты молодец. Ну, Я себе уже оставляю, точу вот этот, короче, как его, реплс, оставляю себе реплс. так, сколько нужно до 25, ты говорил? Да. Блин, слушай, Каранда вся сольется на это дело. А, у нас же всякие удочки есть еще. А, они сейчас заточатся. Нет, их нельзя уже. Да, они уже слиты. Да. Так-то мы нехило все посливали. Ну, тут уже финишная прямая осталась. Вот черт, заточилась. Каранда зашла? Чекзар? Нет, Кзарка зашла на 15. Ну, закон подлости никто не отменял. Нормально, как бы, знаешь. Шикардос вообще просто. Немного потерял, что. И все равно когда-то надо было точить на продажу. Да нет, ее для фейлов хорошо оставить. Вот сейчас даже можно ее еще тыкнуть. А очень много потратишь прочность. Что-то уже усталость чувствуется на 3-м часу. После 3 часов заточки. Я, короче, заморачиваюсь этим всяким Блин. торговлей. Как я покачать по-быстрому, блин. Непруга, короче, уже просто пошла. Катана заточилась. Да. Ладно, давай так. Черт, удочки что ли захерачить? Уже неохота за катаной бежать, лень. Ленивая лень. Так, ладно. Я отлучусь, ребята, давайте. Удачной заточки вам. Давай, пока. Давай, давай. Спасибо. User disconnected from your channel.
Ну, Сколько как всегда. нужно часов просидеть, вот это, чтобы вкачать в это гранд-мастера торговли? Я профессионал 2. Мне уже надоело ездить. Столько, да. Столько, сколько нужно. О боже. Когда это закончится? Когда я вкачаюсь в профессионал гранд-мастер? Ну, ты грей душу тем, что у тебя там паки копятся в это время или не копятся еще? Я еще не, ну, как, что-то перекрафтил, что-то еще не крафтил. Что-то еще лежит, собирается. Я тогда уделю, когда вкачаю себе гранд-мастер, то есть я уже не буду куда спешить. Так нет, ты сразу бы отвез и все. Да это возить по 50 раз не хочу. Я насобираю, отвезу, потрачу день на перевозки, отвезу и пусть там месяц крафтится. Несколько-то. А в принципе можно сейчас поставить, пусть крафтит, пусть качается, может какой-то поймаю этот навык полезный. Ну короче, не поймала навык нормальный на эксперте этом. То есть только вот этот упаковщик руды А и все. А там плетейщик, производство инструментов. Ну, буду еще пол-левела качать, буду менять навык. Пробовать. Так плохо, что его нельзя выставить на аукцион и самому купить его. Там или в каком-то другом городе, чтобы он стал именно в этом городе рабом. Плохо. Ну да. Халявы тут не бывает. Прям откровенный. Так дело в том, что мне не попадается только вот именно упаковщик руды. Когда не надо было, оно вроде попадало, знаешь, как-то не обращал на это внимания. Что у меня аукцион тормозит. Видите, картинка как дергается? Аукцион не меня тормозит, это лагает. Вчера вообще умирал аукцион. Ну да, это же вроде починили уже. Ну-ка, я сейчас гляну. Да не, у меня незаметно. Может быть, я просто уже надоел этой аукционистке скупать сотнями тут эти мечи, катаны. Уже как она уже говорит, когда ты заточишься, да? Угу. Когда там тебе уже надоест? Мы не сдаемся до утра точно. Да, уже это как бы, да, маленечко осталось. Крополя. Так, я хотел еще раз удочку тыкнуть. Поплавок точно не зайдет. Блин, уже точек нет. С точками еще мешать. Охренеть вообще. Заколебался уже бегать, если честно. Ну, уже близко. Как бы. Уже лишние точки покупать-то неохота. О, обрывки 50, охренеть. Нифига кто-то. Через избранное власть. Забываешь. Нет, я за камнями сейчас пошел. А что ты мышкой нажимаешь в диалоге? И пробелами нажимаю. Почему? Ну, просто я смотрю, сейчас выкупаешь эти обрывки. Ты мышкой туда-сюда бегаешь. Запаниковал. Нет, вот я на проверить жму, остальное пробелом просто. А там количество я пытался указывать. Или ты по одной выкупаешь всегда? Не. Там просто были где по одной. Ну и было, когда появились. То есть прошел тур, точки остались. И ты там мышкой выкупал по одной точке. Угу. Так, что у нас тут? Крея, да? А, поплавки, всякие удочки.
Вот, смотрю, 16 точек много появилось на луке. Видимо, Да, для кого-то, покупаются они сейчас легко очень. видимо, для кого-то ивент все-таки работает. Это просто, наверное, ивент, надо сейчас Элион и набор героев, там будет, наверное, профит хороший. Да А блин, что ж за гадство-то такое? На 17 зашел Пингочу с 16 фейлов. Сейчас. Он честно нам нужен, пусть будет. На будущее. Вот это то, что продают за женщин, передача опыта, ну, там, ремесла, там, какого-то, то есть все остальное. Как оно действует вообще? Это можно между персонажами своими или может другой персонаж тебе передать опыт? Нет, только Нет. свои. И то там, по-моему, ограничение один раз с одного персонажа. Что-то такое. Весь опыт передает или там какое-то количество? Весь. Нормально, надо все сбор передать. Если получится выкупить. А, вообще-то они там Да, спокойно да. лежат, да? Да, они там, ну, некоторые, ну, обычно там ну, много их лежит, можно купить. Ну, Так. как раз 16 ткнуть, 17 ткнуть, и потом уже дальше топить. Ну, мне первый раз напали разбойники. Одна печать подчинения получил. Сука, ежи не нападали. Класс. Вообще. Короче, я сейчас попытаюсь древнее выкупить. Если не выкуплю, то мы на этом закругляемся. Если выкуплю, тоже закругляемся. А зачем мне выкупать его? Добре. Да, пусть будет. Он со скольки фейлом на 18 зашел? А, Я опоздал. По-моему, 19 файлов было, да? я не помню уже. Ну да, Отмотать 16. надо. Вот смотри, он стоит 18 Да, 488 миллионов. Если сейчас я его выкуплю, просто я смогу древне тыкать 2 раза на 19. И как бы это большой плюс, я считаю. То есть мне, по сути, второй комплект босс-шмота будет. То есть у меня есть 2 пхека, 2 гиаса. 2 маскана, 2 экзарки. 2 экзарки есть, нету маскана. А, нет, подожди-ка, маскан есть? 2, 4, По-моему, 2 маскана или нет, или 1. Не помню, что слушай. Вот, Два ну, в общем, маскана смысл в есть. том, что как раз можно по 2 раза тыкать одну и ту же шмотку и практически без ущерба. А потом их точить опять на 18. Ну, Две как штуки. бы это уже издержки производства, да. Так, ну что, пока у нас образовалась пауза, в очередной раз приглашаю желающих в гильдию, кто занимается различными видами ремесел, изготовлением, торговлей, рыбалкой, кулинарией, алхимией, всем остальным прочим. Добро пожаловать. У нас сбор прокачан на 3, рыбалка тоже на 3.
нет требований ни к уровню, ни к заточке. К онлайну тоже нету. Обязаловки по каким-нибудь осадам или гильдийным квестам тоже нет. Так что играем для удовольствия, можем помочь в наборе очков влияния и энергии, рассказать по прохождению квестов, если есть какие-то трудности. Так что присылайте свои заявки. Мой ник написан в левом нижнем углу. Писать нужно в шепот. Рекламная пауза закончилась. Пурум-пурум-пурум-пурум. Да. Да, именно так. Тут-тут-тум. Ну, может, пока ждешь еще подвести итоги А сегодняшней я, заточки. честно говоря, знаешь, у меня вот я тоже хотел вспомнить, но немножко уже из головы вылетел за 3 часа вот этих тыканий бесконечных туда-сюда обратно. Уже я подзабыл. Вот давай тогда постепенно пытаемся вспомнить. У нас был Маскан, нулевой вообще. Да, нулевой Москва. Мы его до Да. скольки довели? По-моему, до 10. Вот, до 10. Потом у нас была Каранда нулевая. И в итоге до 14 дошла. Догнали мы ее до 14. После этого были Бижу попутно заточили, серьгу, кольцо на +1. Да, кольцом. Потом мы тыкали еще, помнится, Бхега и Геаса. Кто-то из них зашел, да, по-моему? Да, да. Кто-то из них, по-моему, Бхег зашел. Тоже на 10. И, по-моему, Гис тоже на 10 Да, зашел. по-моему, их сравняли, да, стали они по десяточке. Готовые были 15-й Маскан и Древень. Да. Древень успешно Древень. зашел на 18. 17. Маскан на 17, потом у нас скинули на 16. Да, слетел на 16 и уперся. Мы добрались там что-то 30 с чем-то, да, фейлов на нем? Почти, не, по-моему, даже, да, 36 фейлов. Их оставили, насколько я помню. Потом еще Кзарка зашла на 15. Да, кстати, и под финал, да, уже Кзарочка, которую тыкали просто так, она зашла. И, в принципе, после этого, по-моему, удачных не было, да, заточек? Нет, точился всякий хлам, который вообще абсолютно не нужен, который до этого... Гочи на 18, с 19, по-моему, фейлов. Да, которые, так себе. Нет, чего так себе, на будущее пригодится, конечно же. Да, я вот, когда буду ремесленника точить, я вот эти все шмотки, которые сейчас есть, я их ломать и продавать тоже не буду, я буду их загонять 17-18, чтобы это был задел на будущее тоже 19-й. Да даже на 18 нам еще Моска наточить. Да. И Карамбу тоже. Я потом, наверное, как-нибудь время выберу, посмотрю вот эти все точки, посмотрю, сколько надо будет печенек, и, наверное, займусь выкупом с аукциона, потому что нафармить такое количество дисков у меня чисто физически времени нету. Ну да. И Потому потом что, уже... да, там, по моим прикидкам, мне кажется, штук 400 надо там, чтобы восстановить вот эти все башмотки, которые есть. Вот, ладно, фиг с ним, древнее не надо восстанавливать, у него там 60 осталось, как бы можно в нем спокойно бегать, там, на 2 часа фарма этого более чем достаточно. Ну да, даже больше. Так, Маскан, получается, у нас слился 10-й. Слился Гес по 20 прочности. Да. Осталось. Так, у Каранды, по-моему, 50 сейчас. Да, наверное, где-то так, да. Скорее всего. 50. Что там еще? Ты плюсуешь там, что ли? Не, я просто прикидываю. И еще у нас слился, по-моему, 16-й. Тоже до 20. Или вообще до 0. Да, при этом у Москва. меня есть 13-й ГИАС, есть, БР, который тоже до 20 слит. И что-то еще, по-моему, не помню. Вот эти синие пушки, которые обычно пробужденные. Они тоже практически до 0 слиты. Ну да, реально, штук 400 печенек, наверное, надо где-то так. Ну да, если не больше. Это мне, до миллиарда придется опуститься, или фиг с ним. Ну, 75 миллионов, 100 печенек. 300 миллионов.
На ночь, наверное, ставки ставить, может выкупиться постепенно. Я Ну, смотрю, так дороже, доста- конечно, выйдет. достаточно много их выкладывает, да? А когда как? Оно как-то волнами выкладывают. Да, ну вот сейчас, считай, я заходил 50 с хреном было печенье. Мгм. И ни одной я при этом не выкупил. Ну, то надо сидеть, конечно, и выкупать. Много времени нужно. Ну, в целом, подводя итоги 3,5 часовой уже заточки, мы продвинулись там, получается, на несколько пунктов по обычным босс-шмоткам и на пару пунктов, которые 15 плюс были. Да. Ну, главное это древень, конечно. По сути, мы в текущий момент уперлись в то, что опять прочность, да, слетела? А на самом деле мы уперлись в то, что нам не на чем набивать фейл. Потому что у нас там 50 прочностей на каранде еще есть, Мгм. но уже нечем набивать. Да, и у меня закончились точки наружу, я уже 3 раза докупал. Это, кстати, наверное, Да. самые большие расходы за сегодня. Да-да. Там уже, в принципе, остался один шаг большой до 15. Потом уже 16-17 это легко. А Ну, вот она слушай, у 18. нее же сейчас там сколько, 50 осталось, да? Мне кажется, проще Да. 50 печенек докупить и просто тыкнуть ее точно. Это, Можно мне и кажется, так. будет уже дешевле. Можно и так. Считай, там остались персы с фейлами, то есть там также 16 точками догнать. И как бы все. То есть каранда будет готова. Там 16-17 я можно спокойно точить. Можно так. Вполне. Но это уже, наверное, на следующем стриме. Ну да, я тоже не знаю, когда это будет. Хотелось бы побыстрее 4-го ремесленника тыкнуть. Хотя, с другой стороны, и шмотки тоже надо точить. Как-то вроде бы все надо. Вот для ремесленника, по сути, база уже есть. Можно его тыкать. Там, ну, вот эти костюмы, кроме них, только точки нужны. То есть, ну и, естественно, шмотки. То есть ты их затачиваешь, набиваешь файлы. Ну да. Там просто нужно выработать очередность. Вот как сейчас мы двигались, только нужно фейлов мне 35 плюс. Ну, чтобы третьих набить несколько штук. Вторые у меня уже есть. Но это уже нужно будет, конечно, шмот 17, 18 жертвенный, Да. который сбивать будем. Это точно. И вот эти вот точки, которые у меня сейчас лежат на складе, там сколько их там, 60 или 70, они, мне кажется, все сгорят при этом. Ну да, они очень быстро улетают. Когда фейл начинаешь набивать уже на 16 плюс 16. Да, и получается, если я сожгу, то стрим по заточке под шмота, он отложится вообще на неопределенное время. Там еще 50 точек собрать, это тоже не так уж быстро на самом деле. Вот Ну, это это все, да. что есть у меня, это я собирал самостоятельно по допытам и по квестам, и при сборе при всяком. Не покупал, имелось в виду. Мгм. Что-то долго его нет. Это, кстати, очень неудобно, что не четко вот через 10 минут, он или через 15 появляется, вот в промежутке между 10 и 15 минутами. Мне кажется, бывает и дольше. Ну да, бывало 17 минут, но уже редко. Как бы. Сейчас чаще где-то 13 минут. А в твоей табличке есть данные по заточке одежды ремесленной? Нет. Насколько я слышал, она в бирже прервана. Я тоже про это слышал, и
когда пытался найти данных, вот, кстати, по подобным заточкам так и не нашел. То есть все говорят, типа, ну, вот так вот ориентируйся, и все. Видать, мало кто точит в таких масштабах, как я. Ну вот я даже не знаю, тут получается она ближе к синей может. Но тоже А не мне совпадает. кажется, те, которые выше, там 4-5, мне кажется, вообще как золотые точатся. Я потому что на 3 точил, начиная с 33, по-моему, и доходил до 45, кажется, как-то так. Такой разброс там был. Или с Ну, 42, там что-то такое. Ну, по табличке, если взять плюс 4, уже 90 фейлов надо. Плюс 5, 124. Охренеть. Это золотая бежа. А синяя? Синяя плюс 4, это 41, 51 фейл. Плюс 3 от 31 до 36 рекомендуют. Ну вот, в принципе, да. Этот порог, в принципе, есть такой. Но ближе вот плюс 1 от 11 до 16, плюс 2 от 21 до 26. Да, я рекомендуют. так и точу. Угу. Ну вот, она, скорее всего, ближе к синей. Угу. Так, а четвертая еще раз сколько там? От 41 до 51 фейла. О, слушай, богато. Да, где-то надо набрать еще их. Надо в следующий раз, кстати, на себя одежду надеть, чтобы не сточить лишнего. Да-да. Тут такое бывает. А что это такое лежит? Да хрен его знает. Да, давай так, давай. Херак, сбили. Да. И побежал потом в 16-х шмотках накачивать. Ну да, после 3,5 часов. Это такое вполне может реально. быть. Ну, реально, мы столько перекладывали и точили, что прям ошибиться вообще легко. Да-да. Лучше вообще сгружать в повозку и куда-нибудь в другой город отсылать. Да, надо завтра пройтись. Уже сегодня, наверное, я до этого не доберусь. Восстановить вот эти все прочие шмотки, типа там, так. Талис, там, что я там, Таритас точил, Пенгочи, Ну да. вот эту всю красоту. Давай, хочу купить, давай. Ну, древень. Древень, приди. Давай. Блин. Не успел. Ну, Блин. не, на древне там он вообще не часто появляется. Я думаю, что там Там желающих вообще все такая сбежались, толпа. наверное, кто только мог. Да. 17 древень, это да, я согласен. Так, ну что, будем прощаться. Спасибо, что смотрели. Приходите еще, подписывайтесь на канал, вступайте в гильдию. Все. Всем пока-пока. До свидания. До свидания.